Прошу встать. Конституционный суд Российской Федерации. Прошу садиться. Уважаемые участники процесса, уважаемые присутствующие, начинаем нашу работу. В соответствии с Федеральным конституционным законом о Конституционном суде, Конституционный суд правомочен принимать решения в заседании при наличии не менее 2/3 от числа действующих судей. Присутствуют все 16 судей. Кворум, необходимый для правомочности, следовательно, имеется. Протоколирование и стенографирование заседания обеспечены. Заседание Конституционного суда объявляю открытым. Слушается дело о проверке конституционности закона Республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в связи с запросом главы Республики Ингушетия. Судьей-докладчиком по делу назначен Сергей Петрович Маврин. Участниками процесса по настоящему делу, согласно статье 52 Федерального конституционного закона о Конституционном суде, являются представители стороны главы Республики Ингушетия, обратившегося в Конституционный суд с запросом, представители стороны, принявшей и подписавшей акты, конституционность которых подлежит проверке, которые в соответствии с требованиями статьи 51 Закона о Конституционном суде были извещены о месте и времени заседания и обеспечены необходимыми материалами. Суд должен удостовериться в явке участников процесса. От главы Республики Ингушетия адвокат Александр Александрович Орлов. Да. Адвокат Роман Иванович Романов. Адвокат Валерия Игоревна Арямова. Спасибо. Представители стороны, принявшие и подписавшие акты, конституционность которых подлежит проверке от Народного собрания Республики Ингушетия, Магомед Джабраилович Яндиев, председатель Народного собрания Республики Ингушетия. Спасибо. От главы Чеченской Республики адвокат Берсункаев Гаиб Элишбеевич. Правильно я произнес? Да, вы извините, так, не готовился специально. Полномочия представителей сторон на участие в рассмотрении дела подтверждены. В соответствии с частью 3 статьи 57 Федерального конституционного закона разъясняю участникам процесса права и обязанности, предусмотренные статьями 53, 59, 62, 65 и 66 данного закона. Стороны обладают равными процессуальными правами по отстаиванию своей позиции на основе созидательности в заседании Конституционного суда. Они вправе представить на обращение письменные отзывы, которые подлежат приобщению к материалам дела, знакомиться с отзывами другой стороны и материалами дела, заявлять ходатайство, в том числе об отводе судьи, излагать свою позицию по делу, задавать вопросы другим участникам процесса, выступать с заключительной речью, знакомиться с протоколом и стенограммой заседания Конституционного суда и переносить на них свои замечания. Стороны или их представители обязаны явиться по вызову Конституционного суда, дать объяснение и ответить на вопросы. Объяснение сторон выслушивается Конституционным судом в полном объеме. После объяснения стороны ей могут быть заданы вопросы другой стороной и судьями Конституционного суда. Участники процесса дают объяснения и отвечают на вопросы стоя и только после представления слова председательствующим. В своих выступлениях стороны не должны касаться вопросов, не имеющих отношения к судебному разбирательству, самовольно нарушать последовательность выступления.
Стороны и их представители не вправе использовать свои выступления для политических заявлений и деклараций и не должны допускать оскорбительных высказываний в адрес государственных органов, общественных объединений, участников процесса, должностных лиц и граждан. К Конституционному суду и к участникам процесса следует обращаться уважительно. Понятны ли участникам процесса их права и обязанности? Да. Имеются ли у представителей сторон ходатайства об отводе судей? У вас, уважаемые представители? Нет. Уважаемые судьи, если есть ли у вас какие-либо предложения об отводе кого-либо из судей в процессе? Самоотводы? Нет. Те права и обязанности, те обязанности о поведении в суде, которые в нашем законе сформулированы в отношении непосредственных участников процесса, то есть сторон, обратившихся с заявлением, и стороны, принявшие и подписавшие оспариваемые нормативные акты, они также, напоминаю, относятся ко всем приглашенным, которые здесь находятся в зале, и будут и те из них, кто будут выступать. Уважаемые представители сторон, я хотел вас спросить, есть ли у вас какие-либо другие ходатайства помимо отвода судей? Пожалуйста. Уважаемый суд, у заявителя имеется ходатайство о том, чтобы заслушать в качестве приглашенных лиц Евлоева Зелипхана Султанхамидовича, Добриева Накира Увейстовича, Цычоева Ахмета Исраиловича, как лиц, которые располагают сведениями, которые могут иметь значение для решения рассматриваемого вопроса по существу. Кто они, скажите? Да, уважаемый суд. Уважаемый суд, Евлоев Зелимхан Султанхамидович является председателем правительства Республики Ингушетия, осуществлял полномочия председателя комиссии Республики Ингушетия по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской Республики по вопросам определения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Добриев Накир Увейстович является членом Координационного совета общественников Республики Ингушетия, желает быть заслушанным Конституционным судом Российской Федерации по вопросу выявления значения и утверждения соглашения об установлении границы, подписанного главами двух субъектов Российской Федерации для настоящих и будущих поколений Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Цычоев Ахмет Исраилович является имамом мечети сельского поселения Алкун Сунжинского района, расположенного на приграничной территории Республики Ингушетия, представитель коренного тейпа Орстхой, является свидетелем реально складывающихся обстоятельств, вследствие наличия которых возникла необходимость установления границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Просим расслышать ваше. Хорошо. Уважаемые коллеги, я предлагаю это ходатайство рассмотреть после того, как мы сейчас решим вопрос о тех, кого мы сами приглашали в заседание, приглашенных лиц. Кто еще? Да, пожалуйста. Уважаемый председатель Конституционного суда Российской Федерации, я бы хотел ходатайствовать, чтобы под дело заслушали двух присутствующих в зале лиц. Это, значит, Изарапова Саида Шарановича и Саламова Сайхана Магометовича. Они являются представителями той части традиционного чеченского общества, местом исторического возникновения и развития части этого общества является та территория, которая является предметом настоящего соглашения, которое сегодня будет рассматриваться. И нам представляется, что мнение этих людей, они представляют из себя представителей Совета старейшин данной части чеченского общества, у нас это называется Тухом, сообщество или в чеченском обществе, очень хотели бы, чтобы дали им возможность выслушать их отношение к соглашению. В отношении заявленных ходатайств о дополнительных выступлениях у участников процесса есть какие-либо возражения? Нет, я не вижу. От Конституционного суда Республики Ингушетия был приглашен в заседание председатель Конституционного суда Республики Ингушетия Аюб Карим Султанович Гагиев. В этой связи я хотел бы сказать уважаемым участникам процесса, что
Именно в связи с принятием постановления Конституционного суда Республики Ингушетия сторона, обратившаяся в Конституционный суд, поставила вопрос о проверке подтверждения конституционности закона и соглашения, соответственно. Нам было бы, конечно, полезно для обеспечения всестороннего рассмотрения вопроса услышать мнение Конституционного суда Ингушетии в связи с запросом главы Республики Ингушетия. Аюб Карим Султанович не принял приглашение на сегодняшнее заседание, сославшись в письме на то, что утверждение договоров и соглашений относится к исключительной компетенции субъектов Российской Федерации, а поэтому проверка конституционности закона Республики Ингушетия об утверждении соглашения относится к компетенции Конституционного суда Республики Ингушетия и не может быть предметом рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. От группы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия, обратившихся в Конституционный суд Республики Ингушетия, то есть бывших инициаторами того процесса, который привел к сегодняшнему рассмотрению этого дела в Конституционный суд, приглашен по их предложению этих депутатов адвокат Андрей Васильевич Сабинин. Да, спасибо. От Всемирного конгресса ингушского народа сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Саружудинович Погоров. Да, спасибо. Адвокат Рамиль Хайдарович Ахмедгалиев. Да, спасибо. Я хочу пояснить сторонам и представителям сторон и всем участникам, что представители Всемирного конгресса были приглашены на основании их письменного обращения с такой просьбой. Конституционный суд счел возможным не отказать в этой просьбе, чтобы не давать повода для упреков необъективности при рассмотрении дела. И они приглашены именно как представители общественности, выражающие определенную точку зрения. Также я хотел бы сделать в связи с перечислением приглашенных лиц следующее пояснение. Хотя рассматриваем сегодня вопрос, касается закона субъекта Российской Федерации и соглашения между двумя субъектами Российской Федерации, тем не менее, поскольку, как установил Конституционный суд, принимая к рассмотрению данный вопрос, не относится к исключительному ведению субъектов Российской Федерации, было решено заслушать мнение представителей федеральных органов. От Государственной Думы Федерального собрания полномочный представитель Государственной Думы в Конституционном суде Марина Павловна Беспалова. Спасибо. От Совета Федерации Федерального собрания председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Александрович Клишес. Спасибо. От президента Российской Федерации полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Валентинович Кротов. Спасибо. От генерального прокурора Российской Федерации полномочный представитель генерального прокурора Татьяна Александровна Васильева. Спасибо. И от Министерства юстиции Российской Федерации советник министра Мария Аркадьевна Мельникова. Спасибо. Да. От парламента, да, я пропустил это, я не говорил. Да. От парламента Чеченской Республики я также при перечислении от субъектов Российской Федерации, я прошу прощения, приглашены от парламента Чеченской Республики председатель парламента Чеченской Республики Магомед Хажахметович Даудов. Спасибо. И адвокат Берсункаев Галиб Элишбиевич. Ну, от Конституционного суда Ингушетии председатель был приглашен. Я уже сказал, что он отказался. Здесь мы что решили? Вот всех, да? Значит, по этим приглашенным Конституционный суд заранее определился, и мы, следовательно, этот вопрос считаем решенным.
В связи с заявленными ходатайствами представители сторон высказали свою позицию. Теперь я хотел спросить уважаемых судей, представители сообщества Орсхой Саид Шарапович Изарипов и представитель сообщества Орсхой Сайхан Магометович Саламов. Какие будут предложения судей? Нет возражений? Нет. Да, прошу проголосовать. Прошу проголосовать. Нет. Да, ну, Кадис Абдуллаевич напоминает, это не в качестве свидетеля, а именно в качестве по статусу равных приглашенным лицам для изложения своей позиции. От Республики Ингушетия председатель правительства Республики Ингушетия, председатель комиссии Республики Ингушетия по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской Республики по вопросам определения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республики Евлоев Залимхан Султан Хамидович. Да, спасибо. Член Координационного совета Накир Увейсович Добриев. Да, спасибо. И уважаемый имам мечети села Алкун Ахмед Исраилович Сачоев. Спасибо. Зал такой большой, не сразу всех охватить. Да. Теперь всех перечислим. Коллеги, вот по представителям, заявленным от Республики Ингушетия, есть какие-либо возражения? Нет, будем считать это решенным вопросом. Против кто-нибудь есть? Нет. Ну, теперь тогда переходим к исследованию по существу рассматриваемого дела и для сообщения о поводах и основаниях рассмотрения дела, о существе вопроса, содержащихся материалах и мерах, предпринятых при подготовке. Я попросил бы уважаемого Сергея Петровича Маврина выступить. Пожалуйста, Сергей Петрович. Спасибо, Валерий Ильич. Уважаемый Валерий Ильич, уважаемые судьи, уважаемые участники процесса и присутствующие. Поводом к рассмотрению настоящего дела послужил поступивший в Конституционный суд Российской Федерации запрос главы Республики Ингушетия, в котором заявитель просит проверить на соответствие Конституции Российской Федерации соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года, а также закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года номер 42 РЗ об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Как следует из представленных Конституционному суду Российской Федерации материалов, соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой было подписано главой Республики Ингушетия и главой Чеченской Республики в городе Магасе, столице Республики Ингушетия, 26 сентября 2018 года. Данное соглашение было утверждено законом Чеченской Республики от 4 октября 2018 года номер 45 РЗ об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, вступившей в силу 15 октября 2018 года, и законом Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года номер 42 РЗ об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, вступившим в силу 16 октября 2018 года. В то же время 16 октября 2018 года группа депутатов Народного собрания Республики Ингушетия в количестве 12 человек обратилась в Конституционный суд Республики Ингушетия с запросом о проверке конституционности закона Республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Постановлением Конституционного суда Республики Ингушетия от 30 октября 2018 года
номер 19-П, указанный закон Республики Ингушетия был признан несоответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4, 11, 103, часть 2 и 111, а также по порядку принятия. При этом Конституционный суд Республики Ингушетия в пункте 2 резолютивной части названного постановления указал, что соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой без утверждения его на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан Республики Ингушетия. Между тем, глава Республики Ингушетия считает упомянутое соглашение и утвердивший его закон Республики Ингушетия подлежащим действию вопреки постановлению Конституционного суда Республики Ингушетия. Как полагает заявитель, при заключении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой были соблюдены требования Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Ингушетия, государственные интересы Российской Федерации и Республики Ингушетия, принципы федеративного устройства Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, учтены сложившиеся исторические, экономические и культурные связи между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Кроме того, как отмечается в запросе, при заключении указанного соглашения его стороны принимали во внимание следующие обстоятельства. Во-первых, правовой механизм установления границы между субъектами Российской Федерации отсутствует. Во-вторых, статьи 71 и 72 Конституции Российской Федерации не относят вопросы установления административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации ни к исключительному ведению Российской Федерации, ни к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В-третьих, конституционное регулирование местного самоуправления предусматривает учет мнения населения только при изменении границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. В качестве универсального требования и необходимого условия проведения муниципально-территориальных изменений. В запросе главы Республики Ингушетия указывается также на ряд нарушений, допущенных, по мнению заявителя, Конституционным судом Республики Ингушетия при рассмотрении запроса группы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия о проверке конституционности закона Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года номер 42 РЗ. Поскольку запрос главы Республики Ингушетия соответствует формальным требованиям Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации, он был принят Конституционным судом Российской Федерации к рассмотрению с проведением слушаний. В процессе подготовки дела к слушанию был определен круг лиц, участвующих в рассмотрении данного дела, и лиц, подлежащих приглашению в заседание. Все они оповещены о месте и времени заседания в установленном порядке. Участникам процесса направлены необходимые материалы. Все материалы имеются также и у судей. У меня все. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Петрович. Уважаемые судьи, есть ли какие вопросы к Сергею Петровичу? Нет, не вижу. Тогда надо принять решение о порядке исследования вопросов. Предлагается следующий порядок. Заслушать сначала представителей заявителей, обратившихся в Конституционный суд, затем представителей стороны, принявшие и подписавшие оспариваемые нормативные акты. После этого заслушать представителей, приглашенных в заседание, если они, конечно, пожелают выступить. Уважаемые участники, если у вас какие-либо возражения против предложенного порядка? Нет. У вас? Нет. Уважаемые судьи, прошу проголосовать. В соответствии с принятым порядком я предлагаю представителям стороны, обратившейся в Конституционный суд с запросом от главы Республики Ингушетия, выступить. Александр Александрович, вы будете, да? Пожалуйста, прошу вас. Уважаемый суд, с учетом мнений и пояснений, которые поступили в Конституционный суд, заявитель поясняет по настоящему вопросу следующее. Главами двух республик было подписано соглашение об установлении границ. Указанное соглашение было утверждено, соответственно, законами обеих республик. В данном случае соглашение и закон о его утверждении имеют определенную нормативную связь, которая идентична
ситуация с ратификацией международного договора. И в данном случае роль закона об утверждении соглашения заключается в том, чтобы он включил в правовую систему республики соглашение об установлении границ, и парламент таким образом выражает согласие на обязательность данного соглашения. То есть сам по себе закон об утверждении соглашения об установлении границ, он не может нарушать какие-либо права граждан. И в связи с этим соглашение может быть проверено на соответствие Конституции в единстве с законом о его утверждении, и, напротив, закон об утверждении соглашения не может быть обособленно рассмотрен на соответствие Конституции, в том числе Конституционным судом Республики Ингушетия. В связи с этим, как полагает заявитель, Конституционный суд Республики Ингушетия при исследовании указанного вопроса вышел за пределы своей компетенции. Также заявитель хотел бы обратить внимание, что, по его мнению, при рассмотрении указанного вопроса Конституционным судом Республики Ингушетия были нарушены основополагающие начала судебного процесса в виде объективности, независимости и беспристрастности суда. Дело в том, что председатель Конституционного суда ранее входил в комиссию по оформлению как раз границ между двумя республиками. Кроме того, представил негативный отзыв от Конституционного суда Республики Ингушетия относительно законопроекта, а также неоднократно публично высказывался негативно относительно соглашения об установлении границ. Кроме того, для обращения в Конституционный суд Республики Ингушетия требуется заявление не менее 1/3 депутатов парламента. Однако некоторые депутаты отозвали свое заявление. Несмотря на это, Конституционный суд Республики Ингушетия вынес решение по делу в отсутствии допустимого повода. Теперь применительно к самому соглашению. Данным соглашением установлена граница. Поэтому поступающие мнения относительно изменения границ и процедур, применимых к изменению границ, неприменимы к рассмотрению настоящего спора. Граница установлена впервые за 26 лет. И Конституционный суд Российской Федерации в своих актах и в решении 73-93 года, и в двух определениях 2017 года отмечал, что граница только еще подлежит установлению. На данный момент она не установлена. В связи с этим ссылки в некоторых поступающих мнениях, например, на закон об общих принципах организации местного самоуправления, неприменимы. Там речь идет об изменении уже установленной границы. Но в настоящий момент не может быть изменено то, что еще не было установлено. Или, к примеру, неприменима ссылка на закон Республики Ингушетия 5РЗ об установлении границ муниципальных образований. Потому что в этом законе прямо указано, что закон не регулирует оформление границ с иными субъектами Российской Федерации. В отношении учета мнения населения хотел бы пояснить, что в настоящий момент законодательство не устанавливает какое-либо требование для учета мнения населения при установлении границ. При изменении границ есть такие требования. При установлении границ такого требования нет. Однако, как неоднократно отмечал Конституционный суд Российской Федерации, учет мнения населения может быть произведен как непосредственно в виде референдума, так и опосредованно, а именно через представительные органы власти. Хотел бы добавить, что, по мнению заявителя, решение этого вопроса в виде референдума институционально невозможно. Нельзя ответить «да» или «нет» на вопрос, где и каким образом должна проходить граница. Тем не менее, независимо от того, что в настоящий момент законодательство такого требования не содержит, мнение населения было учтено надлежащим образом. Вначале путем работы комиссии, которая работала более 6 лет, далее через представительные органы муниципальных образований, а именно районные и городские советы депутатов, и далее на уровне республики в лице представителей в парламенте об утверждении соглашения об установлении границ. Также хотелось бы отметить, что закон об утверждении соглашения в полной мере соответствует внутренним регламентам. Утверждение о том, что по принятию данный закон
нарушает нормы ввиду тайного голосования депутатов, не соответствует действительности. Регламент четко предусматривает возможность процедуры тайного голосования. Единственное, для настоящего случая требуется отдельное решение депутатов именно о такой процедуре. И оно было. Вначале депутаты проголосовали за тайное голосование, а потом уже состоялось само голосование. Кроме того, второе утверждение, которое можно встретить в рассылаемых Конституционным судом мнениях, о том, что закон принимался в течение одного дня в нескольких чтениях, также не соответствует нормам права. Законодательство в настоящий момент не содержит запрета на несколько чтений в одно заседание. И в отношении данного тезиса есть устойчивая совокупность судебной практики на уровне Верховного суда Российской Федерации. Кроме того, хотелось бы еще раз обратить внимание на особую правовую природу закона об утверждении соглашения, для которой неприменимы процедуры, требующиеся во втором и третьем чтении в результате законотворческой деятельности, так как здесь принимается только одно решение – либо признавать действие соглашения, либо его не признавать. В связи с этим заявитель полагает, что и соглашение об установлении границ, и закон об утверждении соглашения в полной мере соответствуют Конституции Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Прошу вас, садитесь. Уважаемые адвокаты, будет кто-либо из вас еще выступать? Уважаемый суд, хотела поддержать доводы уважаемого представителя и попросить суд рассмотреть вопрос о приобщении к материалам дела озвученной позиции в письменном виде. Да, спасибо. Вы не будете выступать? Нет, дополнение вашего также. Спасибо. Тогда я попрошу представителей стороны, принявшей, подписавшей акты, конституционность которых подлежит проверке, выступить от Народного собрания Республики Ингушетия, председатель Народного собрания Магомед Джабраилович Индиев. Прошу вас, уважаемый Магомед Джабраилович. Уважаемый суд, я начну с того, как при принятии закона об образовании Республики Ингушетии была заложена эта проблема. Проблема границ. Когда создавали республику, было принято постановление образовать рабочую группу, комиссию по определению границ между Чеченской республикой и Республикой Северной Осетия, то есть определить по периметру границу Республики Ингушетия. Комиссия прекратила свою работу, не начав ее. Работа не была проведена. Впоследствии были неоднократные обращения и в правительство Российской Федерации, и в Совет Федерации, и в Государственную Думу, как со стороны Чеченской Республики, так и со стороны Ингушской Республики о необходимости создания такой комиссии. После, где-то в 2000-х годах, была попытка создания такой комиссии, были запросы, чтобы мы дали своих представителей. Мы, естественно, дали своих представителей для включения в состав этой комиссии. Комиссия также не была образована. Проблема существовала. Я был некоторое время главой администрации сопредельного района, где в основном проходит граница с Чеченской Республикой. Это Сунжский район Республики Ингушетия. Есть также, как вы знаете, Сунжский район Чеченской Республики. Эти два района граничат. И я сам, как очевидец, какие проблемы были как с нашей стороны, так и со стороны Чеченской Республики из-за отсутствия этих границ. Они возникали всегда. В любой день, когда начинались весенние работы, когда начиналась труда уборочная, когда необходимо было проложить дорогу, то мы не согласны с тем, что заходят на нашу сторону, то чеченская сторона предъявляет претензии, что вы лезете на нашу территорию. Эти проблемы, они возникали ежедневно. И более того, они могли перерасти в какие-то другие моменты, если бы не народная дипломатия, если бы не братский чеченский народ,
имея это место другого субъекта, они могли перерасти в большой скандал. Поэтому нам приходилось включать народную дипломатию, выходить на связь через своих представителей и эти вопросы как-то снимать с повестки дня. Что я хочу сказать? Что эти проблемы, они нам достались в наследство. Два предыдущих президента не решили эту проблему, не смогли ее решить. По какой причине и какие у них аргументы, я не могу сегодня сказать. У них были тоже свои аргументы по данному вопросу, почему они не смогли решить эту проблему. Сегодня глава Чеченской Республики, глава Ингушской Республики Узбек Бамакиевич взяли на себя ответственность и смелость раз и навсегда решить проблему с границей. Заключили соглашение, создали комиссию. Вот на моей памяти уже последние 10 лет, мне не дадут соврать присутствующие, существует эта комиссия. Председатели этих комиссий менялись поочередно в связи с тем, какие должности они занимали. Но состав комиссии, он всегда существовал как с одной стороны, так и с нашей стороны. Там где-то более 30 человек в составе нашей комиссии. Туда входят и ученые, и историки, и чиновники, и в том числе названный представителем главы Ингушетии, председатель Конституционного суда тоже входил в состав этой комиссии. Советовался глава республики по данному вопросу с ними или нет? Они очень часто собирались. До нас еще и доходили такие информации, что и с чеченской стороны комиссия заседает, работает, изучают этот вопрос. И мы со своей стороны тоже собирались, изучали, смотрели, делились мнениями. В результате было достигнуто соглашение, оно подписано 26 сентября. К большому сожалению, я не смог присутствовать на заседании по известным обстоятельствам. Я отсутствовал, 30 числа был госпитализирован. По этой причине я не смог присутствовать на заседании парламента. Но представитель главы Ингушетии вам пояснил сам порядок принятия этого закона и процедуру. Если будут конкретные вопросы, здесь в зале присутствуют депутаты, которые непосредственно принимали участие на данном заседании. Они вам ответят на любой поставленный вопрос. У меня все. Да, спасибо большое, уважаемый председатель. От главы Чеченской Республики адвокат Гаип Илишбиевич Бирсункаев. Прошу вас, уважаемый Гаип Илишбиевич. Уважаемый председатель Конституционного суда Российской Федерации, уважаемые судьи Конституционного суда, участвующие в этом процессе и приглашенные. Сегодня рассматривается дело, связанное с особым случаем. Это возникшим и длящимся длительное время правовым состоянием практики Российского федеративного устройства и организации территории Российской Федерации, которые не предусмотрены, эти состояния не предусмотрены Конституцией Российской Федерации, не соответствуют действующей правовой системе, не имели эти состояния аналогов в истории новой России, и нет почвы и оснований предполагать, что вновь когда-то возникнет такая ситуация. Исключительностью случая, разумной целью прекратить его и привести вызываемые им правовые и иные состояния большого числа субъектов частных и публичных правоотношений, среди которых были десятки муниципальных образований и целых 2 субъекта Российской Федерации, в согласии с действующим российским публичным порядком, было обусловлено применение органами государственной власти такой специальной меры, как подписание соглашения об установлении границ, конституционно-правовая оценка которого тоже, на наш взгляд, требует использования и применения нестандартных подходов. Представляемый мой глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров целиком и полностью поддерживает доводы, изложенные в запросе
главы Республики Ингушетия Евкурова. И со своей стороны хотели бы добавить вот несколько следующих аспектов. В целом, я надеюсь, все знают вот эту проблему, связанную с тем, что в условиях тяжелого времени в 1992 году была создана Республика Ингушетия специальным законом Российской Федерации. Этим же законом в общих контурах, чертах был предусмотрен некий правовой механизм установления границ и территориального, административного, такого государственного территориального размежевания двух республик, которые вот создавались в результате преобразования бывшей единой Чечено-Ингушской республики. Но все-таки вот этот процесс так и не был завершен, хотя изначально предполагалось, что этот процесс будет завершен в течение 2004 года. В общем-то, была создана комиссия правительства Российской Федерации, но она так и не заработала, и не были результаты. И так получилось, вот как бы это ни было печально, и пусть меня простят, но можно было бы сказать, что вот все эти 26 лет два субъекта Российской Федерации с точки зрения федеративного устройства не были до конца оформленными субъектами Российской Федерации, поскольку не имели между собой установленные границы, что является тоже, вот, мне кажется, признаком субъекта российской, конституционным признаком субъекта Российской Федерации, поскольку многие положения других федеральных законов, они возлагают на них функции, полномочия и так далее, вот, связанные вот с реализацией их на определенной территории, так называемой юрисдикции. Скажем, был принят 131 федеральный закон, надо было разграничить территорию субъекта Российской Федерации на территории создаваемых муниципальных образований, но опять же в пределах территории субъекта. Естественно, Чеченская республика, не Ингушетия в тот период не могли создать, и поэтому для нас был по принципу ad-hoc, наверное, вот придуман специальный федеральный закон номер 207 ФЗ о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской республике, принятый в 2008 году. И этот закон мы постарались как могли реализовать. Но опять же в этом законе, 207 федеральном законе, в отличие, как нам кажется, от базового федерального 131 закона, ввиду отсутствия наличия проблемы границы, было предусмотрено определить территории, на которых создается органы местного самоуправления, вернее, муниципальное образование. То есть он не содержал, как мне кажется, как в базовом 131 федеральном законе, требования о том, чтобы всю территорию разграничить на муниципальное образование. И мы, например, Чеченская республика в 2009 году, когда своими законами определяли территории и создавали муниципальные образования, исходили из положения из такого толкования 207 федерального закона, которое нам тоже давалось в ходе консультации, что мы пока создаем муниципальное образование на тех территориях, которые вот бесспорно находятся на территории относятся к территории Чеченской республики и не находятся по смежеству с административно-территориальными единицами, которые также находятся бесспорно в ведении или в юрисдикции соседней республики. Вот такого рода пласт проблем все эти 26 лет сопровождали вот эти две республики. Я сейчас привел просто один пример. Но таких примеров было очень много. У нас пересекаются границы землепользования. У нас кадастровые округа создавались в 2001 году, когда в Чеченской республике практически лишь формально на бумаге существовал территориальный орган Россемкадастра, который не имел ни специалистов, ни сил, ни позиций, вот, например, определить или повлиять на определение места прохождения границ кадастровых округов. Вся российская территория России была в 2001 году разграничена на кадастровые округа, и в частности кадастровый округ 06 Ингушетия, кадастровый округ 20 Чеченская республика. И так пошло-поехало, что вот как бы вот этот кадастровый округ и границы, условные границы кадастрового округа, то есть того института, который был создан исключительно для удобства учета и использования земель и разграничения функций и полномочий
территориальных органов Россемкадастра, он стал как бы основой для создания органов местного самоуправления, тогда как еще в постановлении правительства 2000 года о кадастровом делении России прямо было написано, что кадастровые округи и его границы могут совпадать, но не обязательно с границей субъекта Российской Федерации. То есть много было таких моментов, когда вот это отсутствие границы сказывало отрицательное влияние не только на развитие экономической жизни взаимохозяйствующих субъектов, но и неопределенность территории. В общем-то, теперь чисто вот по вопросу правовых позиций, подходов. Мы полностью поддерживаем позиции, высказанные в запросе, и позиции представителя главы Республики Ингушетия, вот, который он только что здесь высказал. Но со своей стороны тоже хотели бы особо обратить внимание на на несколько факторов. Первый, это значит, мне приходилось ознакомиться с письменными доводами, с письменными позициями лиц, участвующих в деле, или их представителей. И основной довод, момент, который они отстаивают в своих взглядах, это то, что граница между двумя республиками, она устоялась, она существует, она определена способом создания муниципальных образований в 2009 году. То есть вот они так утверждают. То есть в 2009 году были созданы границы муниципальных образований, а вот это, собственно, есть граница двух субъектов. Но можно отметить, что Чеченская республика, как я уже раньше говорил, в статье 4 своего закона 6 РЗ от 2009 года о создании муниципальных образований на приграничной территории, Сунжинский район, там прямо предусмотрело, что настоящий закон не устанавливает границы Сунжинского муниципального района. Он только создавал 2 сельских поселения в этом Сунжинском муниципальном районе. Так и было записано. Граница Сунжинского муниципального района будет определена, а также целесообразность создания других муниципальных сельских поселений на территории этого муниципального района будет определена после подписания соглашения с Республикой Ингушетия об установлении границы. То есть вот как бы вопрос был отложен. И точно так же, зеркально, статья 4 соответствующего закона Республики Ингушетия 2009 года 6 РЗ, по-моему, о создании муниципальных образований, также было написано, что этот закон не претендует, не устанавливает, не регулирует вопросы установления границ Республики Ингушетия с другими субъектами Российской Федерации. А теперь нам говорят, что, в общем-то, вот эти законы, они и есть те источники, нормативные акты, которые установили границу. Еще один момент. Вот очень большое внимание уделяется тому, в связи с этим, что граница установлена, и поэтому сейчас главы двух республик, подписывая это соглашение, они, значит, искусственно подменили предусмотренную Конституцией Российской Федерации и фактически составляющую предмет данного соглашения, такое правовое явление, как изменение границы, они подменили правовой категории установление границы, дескать, только потому, чтобы обойти требования как федерального законодательства, так и регионального законодательства о том, чтобы не провести референдум или в иной форме выявить мнение населения. Но в данном случае я вначале отмечал, это исключительный случай в российской практике, когда не было установлено границы. Я могу вам привести, если есть необходимость, позицию федеральных органов исполнительной власти в сфере публичного управления в той или различных областях. Вот, например, позиция Федерального агентства лесного хозяйства, которое создала в 2010 году лесничество на территории Чеченской Республики, но они в кадастровом округе 06, часть земель лесного фонда, в кадастровом округе 06 Республика Ингушетия. И на
И если у нас письма соответствующие, что вот до момента установления границы между этими двумя субъектами Рослесхоз не будет трогать лесоустройство, основанное на материалах 1982 года. То есть для Рослесхоза не существует этой границы. Или вот другой пример. Как у нас Росстат. Росстат ведет так называемые общероссийские классификаторы, в том числе классификатор ОКАТО, общероссийский классификатор административно-территориальных единиц. Так вот, Чеченская республика и Республика Ингушетия сегодня единственный регион, населенные пункты, то есть административно-территориальным единицам которых не присвоены постоянные коды в разделах ОКАТО. Мы, конечно, их запрашиваем, нам их дают, потому что без этих кодов невозможно сегодня исполнять бюджетный процесс, осуществлять там администрирование налогов и так далее. Нам дают временные коды. Но в официальных источниках опубликования этих ОКАТО и в других средствах распространения вот этих классификаторов разделы Чеченская республика и Ингушетия пустуют, нету их. Потом, значит, я бы еще хотел указать, что вот нормативные положения, вот, касающиеся соотношения понятий граница вот, субъекта Российской Федерации и граница муниципального образования. Вот, потому что в данном случае, получается, наличие границ муниципального образования преподносится как фактор, предопределяющий границы субъекта Российской Федерации. Вот сейчас прошу прощения. И вот наглядными примерами подхода законодателя к правовым ну, еще хотел бы сначала отметить вот, по поводу выявления мнения населения. Вот есть в нашем законодательстве примеры, когда выявление этого мнения населения не является обязательным. Вот та же статья 67 Конституции Российской Федерации требует, например, выявления мнения или согласия, в данном случае согласия субъекта Российской Федерации только при изменении границ между субъектами Российской Федерации. Но если посмотреть взаимосвязанные, системно, нормативно взаимосвязанные положения вот этой статьи 67 Конституции Российской Федерации и соответствующих положений Закона о государственной границе Российской Федерации, то мы увидим, что изменение государственной границы России производится на основании международных договоров и федеральных законов. И никакого согласия субъекта Российской Федерации, если его граница совпадает по линии прохождения государственной границы Российской Федерации, не требуется, никак не требуется. Есть точно так же вот положение части 3 статьи 10 Федерального закона 131 ФЗ о местном самоуправлении, согласно которому, опять же, вот, все эти вот предусмотренные в статьях 11-13 нормативные положения о том, что надо выявлять мнение населения или на референдуме, или еще как-то, не применяются в том случае, если граница муниципального образования меняется в связи с изменением границы субъекта Российской Федерации. Там дальше написано, что, конечно, вот в техническом отношении изменять нормативные акты по изменению границ надо принимать, но это будет не волеизъявлением народа, а просто принятие техническое принятие нормативных правовых актов, которые приводят границы муниципальных образований в соответствии с законами. Вот и подобное исключение из общего принципа о необходимости получения согласия субъекта или Российской Федерации или выявления мнения населения муниципального образования при изменении границ соответствующих публично-правовых образований оправдано с учетом характеристики надлежащего конституционно-правового режима понятия государственной границы Российской Федерации, граница субъекта Российской Федерации и других парных категорий, границы субъекта Российской Федерации и граница муниципального образования. Из всех этих положений и подходов следует, и мы придерживаемся этого подхода, что подобно тому, как вот во внутренней взаимосвязи различные правовые режимы, в том числе порядок установления государственной границы Российской Федерации превалирует над соответствующими режимами понятия границы субъекта Российской Федерации, точно так же
Вот важнейшие правовые элементы правового режима, понятие границы субъекта Российской Федерации первичны, приоритетны по отношению к понятию границы муниципального образования. Ведь в наших доводах оппонентов приводится очень много материалов, вернее тезисов о том, что наряду с изменением границы субъекта Российской Федерации напрямую нарушены положения Конституции Российской Федерации, 131 федерального закона, регионального законодательства, в части, касающейся выявления мнения населения при изменении территории, там, где осуществляется местное самоуправление, или там, при изменении границ муниципальных образований. Повторяю, ничего подобного в данном случае мы не усматриваем. Это было установление границы, и поэтому вот положение этих нормативных правовых актов не следовало применять. И еще один момент. Вот, мы даже вот ненароком допуская и предполагая, что подписывая это соглашение, даже могли обойти его ратификацию или иное вот утверждение законодательными органами республик, поскольку прямое указание, вообще сам механизм установления границы отсутствует и в Конституции, и в федеральных законах, в других нормативных правовых актах. Отсутствие вот этого механизма мы предполагали, возможно, допускали, что не надо даже этого делать. Но, тем не менее, решили по согласованию прибегнуть к механизму утверждения закона парламентами, законодательными органами двух республик исключительно с тем, чтобы повысить его статус, обеспечить его силу, уважение к этому соглашению. Вот из этих соображений, вот, другими словами, для авторитета этого соглашения. И не наше сейчас, ну, нам представляется, что были там соблюдены все процедуры, представитель главы Республики Ингушетия об этом высказался. И тоже вот мы такая же заинтересованная сторона в этом, Чеченская республика имеется в виду, и глава Чеченской республики, такая же сторона, такая же неопределенность в связи с решением Конституционного суда Республики Ингушетия. Неопределенность в отношении этого соглашения возникает и для нас, и поэтому мы заинтересованы и тоже просим, как и глава Республики Ингушетия, признать конституционным вот данное соглашение и утвердивший его закон. И, значит, вот на таких позициях мы стоим. Если будут вопросы, отвечу. Спасибо. И еще, вот я бы сразу хотел заявить ходатайство о приобщении письменного отзыва и приложенных к нему документов, копий документов к материалам дела. Да, пожалуйста, возьмите тогда. Спасибо, уважаемый Гаиб Режбисович. Спасибо. Да. Мы заслушивали представителей стороны, потому что согласно 53 статье Федерального конституционного закона о Конституционном суде, сторонами в данном процессе, несмотря на то, что заявилась сторона, обратившаяся в суд, заявила ходатайство не о признании неконституционности, а наоборот о подтверждении конституционности нормативного акта вопреки решению одного из высших государственных органов Республики Ингушетия. Я, тем не менее, в силу 53 статьи Федерального конституционного закона, а именно части 3, хотел бы спросить уважаемых представителей, есть ли у вас какие вопросы друг к другу в связи с выступлениями? Нет, так я понимаю, да? Будет выступать председатель парламента? Приглашу. Значит, уважаемые судьи, есть ли у вас какие вопросы к выступавшим? Нет, я не вижу. Значит, тогда мы переходим к заслушиванию приглашенных лиц в заседании суда в связи с рассматриваемыми вопросами.
от парламента Чеченской Республики, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Хажамедович Даудов. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемый председатель Конституционного суда Российской Федерации, уважаемые судьи, с момента преобразования Чечено-Ингушской Республики в отдельные самостоятельные субъекты Российской Федерации в 1992 году на протяжении 26 лет между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия отсутствовала установленная граница. Двумя республиками предпринимались совместные усилия по решению вопроса с границей, но по разным причинам до недавнего времени эти попытки не увенчались успехом. Конечно, причины этому были объективные – политические, экономические обстоятельства, мешавшие достижению взаимопонимания по вопросу границы. Отсутствие установленной границы оказывало негативное влияние на жизнь обеих республик. Сложно было решать вопросы развития инфраструктуры, восстановления дорог, учета и содержания объектов культурного наследия и другие. Переломить эту ситуацию удалось лишь благодаря усилиям двух глав республик – Евкурова Юнусбека Бамадгиревича и Кадырова Рамзана Ахматовича. И 26 сентября между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в городе Магаз было заключено долгожданное соглашение об установлении границы. Без сомнения, достигнутая между республиками договоренность о линии прохождения границы полностью соответствует историческим фактам и сложившимся на данный момент реалиям. При этом соглашение не затрагивает границы населенных пунктов, а только земли лесного фонда и земли иных категорий, расположенные в незаселенной горно-лесистой местности вдали от населенных пунктов. Закон Чеченской Республики об утверждении соглашения об установлении границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия был принят одновременно с Республикой Ингушетия 4 октября 2018 года. 39 из 41 депутата парламента Чеченской Республики высказали свое положительное мнение о принимаемом законе. На стадии рассмотрения проекта закона были получены положительные заключения от прокуратуры Чеченской Республики, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике и Общественной палаты Чеченской Республики. Особенно важно, что, будучи председателем комиссии Чеченской Республики, созданной для определения границы, я лично принимал участие в его работе и в непосредственном исследовании местности, по которой прошла граница между нашими республиками. Я могу подтвердить, что при определении линии прохождения границы мы привлекли как хозяйствующие субъекты, так и жителей близлежащих населенных пунктов обеих республик. Каждый, кто хотел, имел возможность высказать свое мнение и помочь работе в комиссии. Я неоднократно выезжал вдоль всей этой границы. По-моему, мы с Залимханом, с моим коллегой Евлоевым, раз 5 вдоль и поперек перешли эту границу. И лично обошел эту линию, по которой она должна проходить. Меня, членов комиссии, сопровождали жители из обеих республик, которые одобряли наши действия и линию предполагаемой границы. Часто линия границы определялась учетом пожеланий и предложений местного населения относительно природных и географических объектов, рядом с которыми должна и проходит сейчас эта граница. Спорных ситуаций на местности с жителями не возникало, возникающие проблемы решались на месте. Уважаемый суд, парламент Чеченской Республики, как одна из сторон рассматриваемого соглашения, полностью поддерживает доводы, изложенные главой Республики Ингушетия в запросе в Конституционный суд Российской Федерации, и со своей стороны просит признать соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября
2018 года и Закон Республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, соответствующими Конституции Российской Федерации. Уважаемый суд, спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый председатель. Гаиб Решпичевич, вы представляете их, но я думаю, что уже нет необходимости выступать. Да, я поддерживаю его позицию, дополнительно ничего нет. Спасибо. Спасибо. Уважаемые судьи, да, мы тогда движемся дальше, и, как мы уже обнаружили, председатель Конституционного суда Республики Ингушетия, уважаемый Аюб Карим Султанович Гагиев, он не прибыл в заседание, поэтому мы не имеем возможности его выслушать. И тогда я попросил бы от группы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия, обратившихся в Конституционный суд, так я понимаю, уважаемый адвокат Андрей Васильевич Савенин, вы будете выступать? Пожалуйста, прошу вас. Быть приглашенными на заседание Конституционного суда и предоставляете нам возможность высказать несколько слов в подтверждение нашей позиции. Полная и подробная письменная позиция, она приобщена к материалам этого дела, и надеюсь, что сторонам они известны. Я бы остановился кратко только на вопросах законотворческого процесса, собственно говоря, при принятии закона 4 октября, поскольку подробная правовая позиция, которая касается статуса изменения или установления границ и допустимости самого запроса главы Республики Ингушетия, она будет проанализирована моим коллегой Ахмедгалиевым и изложена также в выступлении приглашенного представителя Всемирного конгресса ингушского народа. Итак, я анализирую исключительно те документы, которые являются общедоступными и были переданы Народным собранием в виде заверенных копий в Конституционный суд Республики Ингушетия. Это протокол 42-го внеочередного заседания Народного собрания Республики Ингушетия и документы, которые касаются, собственно, самого голосования. Мои коллеги, представители главы Республики Ингушетия, говорят о том, что процедура соответствует регламенту и законам Республики Ингушетия, в частности, закону о порядке рассмотрения законопроектов и принятия законов Республики. Я позволю в этом себе усомниться. Согласно протокола, который, я думаю, есть в распоряжении у всех сторон, 42-го внеочередного заседания Народного собрания, когда выступил председатель Счетной палаты Тибоев по вопросу представления бюллетеня для тайного голосования, согласно протоколу сказано, что предоставляется бюллетень для голосования в первом чтении. После того, как голосование было проведено, выступил Светличный, заместитель председателя Народного собрания Республики Ингушетия и председатель Комитета по национальной политике, который также зачитал протокол счетной комиссии по результатам тайного голосования об утверждении соглашения об установлении границ. И тоже согласно протоколу речь идет о том, что это было первое чтение. Тем не менее, мы имеем то, что имеем. Фактически бюллетень был предоставлен один, в нем был один вопрос, и в этом бюллетене было сказано о том, что согласны ли вы проголосовать за этот законопроект в первом, втором и третьем чтении. То есть протокол заседания самого Народного собрания в части выступления лиц, которые инициировали голосование, не соответствует тому вопросу, который в бюллетене на голосование был предложен. Кроме того, согласно 654, 655, 656 постановления о проекте закона Республики Ингушетия номер 159/1/18 об утверждении соглашения, мы видим, что таких постановлений 3, и каждое из постановлений принималось
относительно якобы постадийного голосования. Первого чтения, второго чтения и третьего чтения. Постановление 654, подписанное исполняющим обязанности Картоевым, говорит о том, что проголосовали в первом чтении, и Комитету Народного собрания по национальной политике и связям с общественностью предложено доработать указанный законопроект. Собственно говоря, как и должен идти законотворческий процесс. Проголосовали один раз, ушло в профильные комитеты, обсудили, предлагается к голосованию во втором чтении. Но мы видим, что постановлением 655 выносится указанный законопроект, принимается во втором чтении и выносится в третье. Соответственно, 656-м он принимается в третьем. Возникает вопрос, как можно проголосовать, что никто не отрицает, одним бюллетенем в 3 чтениях, но при этом вынести 3 постановления о том, что голосование проходило в первом, во втором и в третьем. То есть какие-то документы, одни документы не соответствуют другим. И повторю, это документы, заверенные общим отделом Конституционного суда Республики Ингушетия. Соответственно, это те документы, которые были предметом его пристального изучения 30 октября 2018 года. И, собственно говоря, Конституционный суд Республики Ингушетия исходил в своих выводах по процедуре именно принятия законопроекта из изучения этих документов. Поэтому, резюмируя в этой части, невозможно ни один закон принять сразу в 3 чтениях, одним голосованием, без доработки этого закона после каждого чтения в профильных комитетах, как с точки зрения процедуры, которая прописана в данном случае в регламенте Народного собрания Республики Ингушетия и в законе о порядке рассмотрения законопроектов и принятия законов. Фактически его доработка в профильном комитете, в данном случае согласно постановлению в Комитете по национальной политике и связям с общественностью, не прошли процедуры, связанные с внесением таблицы поправок, голосования по отдельным поправкам, если бы они могли бы быть. Нет правовой лингвистической экспертизы после каждого чтения и принятия в чтении, потому что этих чтений фактически не было. То, что касается тайного голосования с формулировкой «согласны ли вы на принятие закона в первом, втором и третьем чтении», да, действительно, за тайное голосование, согласно протокола, депутаты проголосовали. Но, опять же, проголосовали в нарушение того регламента, который сами же и приняли при занятии должностей в представительном органе народовластия Республики Ингушетия. Потому что возможность тайного голосования, она конкретно предусмотрена в статье 74 регламента и в иных статьях этого документа. И этот перечень является исчерпывающим и направлен скорее на реализацию принципов недопущения конфликта интересов при занятии должности и так далее. Но никак не при принятии закона, тем более такого закона. Ну и, собственно говоря, ни один закон Российской Федерации тайным голосованием не принимается. Так же, как ни один закон субъекта Федерации не может приниматься тайным голосованием. Но это общие принципы, которые, наверное, еще с Великой Хартией Вольности дарованы этому миру. То, что касается формулировки в бюллетене, в самом бюллетене, о котором шла речь относительно возможности голосования в 3 чтениях, как в силу того, что одни документы не соответствуют другим, так и сама постановка вопроса в бюллетене фактически исключает возможность голосования, поскольку юридически делает дефектным его результат. То есть не может результат 3-го чтения состояться без 2-го. Поэтому любой результат подобного рода голосования, он юридически несостоятелен. Также хочу сказать, что те депутаты, интересы которых я в данном случае представляю, это депутаты, которые голосовали против, это депутаты, которые обратились в правоохранительные органы, по их мнению, по признакам о наличии фальсификации результатов голосования. И это те депутаты, которые обратились в Конституционный суд Республики Ингушетия, собственно говоря, с запросом о конституционности. Поэтому эта позиция зрелая, она юридически обоснована, и фактически те доводы, которые были изложены
в письменном запросе в Конституционный суд Республики Ингушетия, они эту позицию сформировали. Единственное, что благодаря наличию документов, предоставленных Народным собранием, мы получили возможность проанализировать их лично. Также, выражая волю и позицию своих доверителей, скажу, что мы считаем, и депутаты, которых я представляю, считаем, что настоящий процесс в Конституционном суде фактически представляет завуалированную форму пересмотра решения постановления Конституционного суда Республики Ингушетия от 30 октября. Большое спасибо за предоставленную возможность. Да, спасибо, уважаемый Андрей Васильевич. Теперь депутат Народного собрания Республики Ингушетия Закрий Исаевич Мамилов, вы сказали, он будет выступать? Пожалуйста, мы попросили одного из депутатов. Коллеги, как? Ну да. Уважаемый суд, выступавший до меня адвокат, в общем-то, сказал о процедурных вопросах, как принимался закон об утверждении соглашения между двумя главами Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Я все-таки хотел бы внести, как непосредственно участник этого всего процесса, довести до сведения судей, в какой обстановке и как проходило это заседание. Значит, самому заседанию предверило подписание договора. Подписание договора произошло 26 сентября. О том, что подписывается этот договор, мы, депутаты Народного собрания, узнали из средств массовой информации, узнали из митингов, которые проходили в Сужинском районе. И, значит, вот оттуда мы черпали информацию. Само подготовление и подписание этого соглашения почему-то проходило, я бы сказал, засекречено, проходило в какой-то келейной обстановке. Никто не знал. Мы знали, что создана комиссия по, значит, подготовке этого вопроса, по установлению границ, но в эту комиссию не вошел ни один депутат, который входит в профильный комитет, значит, аграрной политики и охране природных ресурсов. Это одно. В день, значит, тогда, когда было подписано соглашение, буквально через 2 дня, глава республики собрал актив общественной организации республики и попытались разъяснить, с чем связано подписание этого договора, как он подписан. И, значит, было сказано, что, значит, наши территории и с чеченской стороны, и с ингушской стороны в метр, ни 1 сантиметр нашей территории не ушло, ни 1 сантиметр чеченской территории не перешло к Республике Ингушетия. И, значит, когда вылезла реальная картина, когда дали заключение специалисты и наложили на карту реальную картину, то фактически получилось 34 тысячи гектаров, значит, из Сужинского района, части Малгобекского района, из Ингушской республики перешло в состав Чеченской республики. И вот вся эта ситуация, все эти, значит, положения возмутила народ, и, значит, пошел стихийный митинг, который продолжался в течение 13 дней. Значит, на том совещании я лично и многие некоторые депутаты, общественники пытались убедить главу республики, что этот вопрос очень важен. Давайте не будем торопиться выносить его на обсуждение парламента. Давайте дадим месяц сроку, подключим комиссии нашей опытных картографов, историков, авторитетов наших, поработаем с чеченской стороной, выработаем реальные, значит, положения по этой границе и при обоюдном согласии вынесем этот вопрос на рассмотрение парламента. Но, значит, здесь этот вопрос не был принят, сразу с поворота, как говорится, был отторгнут и сказано 2-3 дня. Больше мы вам дать не можем, через 2-3 дня вопрос должен быть рассмотрен на парламенте, должен быть принят закон. Теперь о самом заседании. Значит, на заседание парламента, оно было внеочередным,
И буквально за час до начала заседания парламента было проведено заседание Совета, которое утвердило эту повестку. И при рассмотрении повестки председательствовал на этом заседании заместитель председателя парламента Картоев. Он предложил один вопрос. Вот, по рассмотрению данной повестки дня, по установлению границ и по утверждению, по ратификации соглашения по установлению границ между Ингушской республикой и Чеченской республикой. Тут же депутат Оздоев выступил с предложением снять данный вопрос с рассмотрения в связи с тем, что он не подготовлен. Голосованием этот вопрос не прошел. Затем поставили вопрос о голосовании. Поступило предложение, один из депутатов, я сейчас не помню кто, предложил провести голосование тайным способом. Хотя это было, в принципе, нарушение и нашего регламента, и, тем не менее, этот вопрос был принят. Депутат Гагиев предложил голосовать открытым способом. И вот поставили вопрос на голосование. Вопрос прошел по тайному голосованию. Вопрос по открытому голосованию даже не был поставлен на голосование. Перешли к рассмотрению. Выступил с докладом председатель правительства, содокладчиком председатель комитета межнациональных отношений Светличный. И он в своем докладе доложил, что комитет на своем заседании рассмотрел данный вопрос и, предлагает принять его и рассмотреть. Хотя, по имеющимся данным, данный вопрос на комитете, на заседании комитета не рассматривался. Здесь присутствует депутат Накосоев, который является членом этого комитета, и другие депутаты подтверждают, что заседания такого не было. Тайное голосование, после того, по результатам тайного голосования результаты огласил не председатель счетной комиссии, а секретарь, тот же Светличный Василий Иванович. Были объявлены результаты 17 за, 3 против, 4 испорченных бюллетеня. Товарищи судьи, я вам авторитетно заявляю, что мы, когда проводили голосование, зная, что, возможно, будет какая-то подтасовка, и видя вот эту обстановку психоза, показывали друг другу, некоторые снимали свои бюллетени. Конечно же, этот результат, он был показан с точностью да наоборот. Во-первых, испорченных бюллетеней, мы знаем точно, было 5, объявили 4. 3 голоса против. То есть результат был с точностью да наоборот, и поэтому у нас возникло прямо в этом помещении заседания возник шум, негодование депутатов о том, что результаты голосования подтасованы. Но глава республики сказал, что вопрос принят, поблагодарил депутатов, которые проголосовали за, объявил их патриотами, а те, кто голосовал против, предателями, и он ушел на митинг, чтобы доложить результаты. После этого никаких утверждений протоколов счетной комиссии, никаких чтений ни в первом, ни в втором, ни в третьем протоколы и постановления парламент не принимал, мы за них не голосовали. И для нас сегодня, когда вот докладывают, что есть протоколы и есть постановления второго, третьего чтения, для нас это является новостью. Эти вопросы на этом заседании парламента не обсуждались, и депутатами эти постановления не голосовались. Поэтому, возмущенные этим всем ходом событий, группа депутатов, 11 человек, в этот же день мы написали заявление за 11 подписью с просьбой провести неочередное заседание парламента с пересмотром результатов голосования, так как мы считаем их сфабрикованными и необъективными. Это наше мнение было. Но дело в чем? Мы не смогли его в этот же день пустить в реализацию, потому что сразу по окончании заседания весь аппарат парламента был отпущен на выходные до понедельника, заседание было в четверг, и охране было строго приказано ни одного из работников в помещение не пускать.
В понедельник наше заявление было принято, но мы не смогли, опять же, собрать кворум. Многие депутаты были отправлены кто в командировку, кто заболел. В общем, кворум не могли. 2 раза еще писали заявление по этому поводу, для того, чтобы собраться и провести внеочередное заседание. Но на сегодняшний день пока нам этого сделать не удается, потому что идет сильнейшее противостояние. И еще. До начала заседания, до начала рассмотрения этого вопроса было сильнейшее давление на депутатов, значит, административное давление. Поодиночке депутаты вызывались, и главе вызывались. Значит, я не знаю, о чем там говорилось, но лично со мной был вопрос, чтобы, значит, необходимо поддержать это решение. Вот в такой обстановке шло принятие этого закона. Кроме того, под окнами и парламента, и, значит, резиденции главы республики шел 40-тысячный митинг. Почти все население республики, взрослое население Аймида, мужское население, стояло там, возмущаясь вот, принимаемым решением. Однако, значит, это все положительное действие не возымело. И, откровенно говоря, и у депутатов, и у населения сегодня возникает мнение о том, что вот вопрос, рассматриваемый на сегодняшнем суде, это является завуалированная попытка отменить или как-то повлиять на решение Конституционного суда Республики Ингушетия. Вот. Поэтому нам, откровенно говоря, вот такая позиция противостояния руководителя региона, руководства региона своему народу непонятно. Я не знаю, что за этим кроется. Вот, пожалуй, все, что я хотел. И я бы просил, если можно, вот, приобщить 2 дела, которые отражают тут мнение депутатов и, значит, дополнение к отзыву на запрос главы Республики Ингушетия. Это подписанные документы депутатам. Если можно, приобщить к рассматриваемому делу. Передайте, пожалуйста, мы потом будем решать вопрос о приобщении документов, когда наступит стадия эта. Поскольку те, которые бы розданы документы, мы исходим из того, что стороны нам не возражают против их приобщения. Все, что дополнительно идет, нуждается в дополнительном обсуждении. Все у вас, да? Спасибо, уважаемый Закрий Исаевич. От Всемирного конгресса ингушского народа, председатель Всемирного конгресса Ахмед Сараджудинович Погоров. Уважаемый председатель Суши, уважаемый суд, присутствующие. 26 сентября текущего года глава Чеченской Республики и глава Республики Ингушетии подписали соглашение об установлении границы между республиками. Подготовка данного соглашения шла в атмосфере строжайшей секретности, как говорил предыдущий выступающий, от населения обеих республик. Согласно договоренности, глав 2 республик подвергаются изменению границы и территории 11 населенных пунктов и 3 муниципальных районов Республики Ингушетии. Границы, которые установлены были в 2009 году в соответствии с федеральным законом о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетии и Чеченской Республики. Без ведома и вообще без учета мнения населения как муниципальных образований, так и всей республики предполагается передача Чеченской Республики около 34 тысяч гектаров земли, что составляет не менее 10% территории Ингушетии, самого маленького субъекта Российской Федерации с плотностью населения 135 человек на квадратный километр, при средней плотности населения в России 9 человек. Начиная с 4 октября 2018 года в столице республики, в городе Магаз, проходил многотысячный митинг в течение 13 дней и ночей. Его участники, которые выражали свой протест против нарушения территориальной целостности республики, обеспечить которую глава Ингушетии обязался, принося присягу
на Конституции Республики Ингушетия 9 сентября 2018 года, вступая в свои полномочия в третий раз. Недовольство протестующих было вызвано нарушением главой Республики территориальной целостности Ингушетии и данной им за 2 недели до этого присяги. Кроме того, жители республики на сходах и сельских поселениях, общественные организации, Совет Тейпов, религиозные, общественные и политические деятели, ингушское землячество в регионах Российской Федерации, диаспоры из различных стран мира выразили несогласие с передачей части территории Ингушетии, Чеченской Республики. Более чем в 30 из 40 населенных пунктов нашей республики прошли сходы жителей, которые также единогласно осудили данное соглашение, согласно которого изменению подлежит границы и территории республики. 27 октября прошел съезд Совета Тейпов с участием около 1000 делегатов, которые также осудили данное соглашение и принят закон. 30 октября 2018 года в городе Назрань прошел первый Всемирный Конгресс ингушского народа, который признал, что соглашение носит антинародный и антиконституционный характер. Конгресс является народным представительством, и именно мне сегодня выпала честь быть одним из его председателей и донести мнение моего народа до Конституционного суда нашей большой многонациональной страны. Постановлением Конституционного суда Республики Ингушетия за номером 19 от 30 октября, закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой признан несоответствующим Конституции и законодательству Республики Ингушетия и грубым процедурным нарушением ратификационного закона, а также по порядку принятия. Кроме того, соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой 26 сентября 2018 года, заключенное без утверждения на референдуме Республики Ингушетия, не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан Республики Ингушетия. Административная граница между двумя республиками, образованными на территории бывшей Чеченской Ингушетии, не устанавливалась с 1991 года в силу ряда причин. Вместе с тем, 2008 года была начата работа по установлению границ муниципальных образований и схем территориального планирования двух республик. Так, 14 июня 2008 года парламентом Чеченской Республики принят закон номер 40 РЗ о муниципальном образовании Ашхабартановского района, где границы района установлены по сложившейся с советских времен границ между Ашхабартановским и Сунжским районами. Спорная территория Сунжского района Республики впоследствии по соглашению от 26 сентября указана как чеченская территория. В 2008 году чеченская сторона не заявляла на эту территорию никаких претензий, определяя границы названного Ашхабартановского района, Ашхабартановского муниципального района. Закон Чеченской Республики от 13 февраля 2009 года номер 6 РЗ, установивший границы Сунжского района Чеченской Республики, населенные пункты Серноводская и Асиновская также не включены в названный муниципальный район. Впоследствии законом от 23 февраля номер 5 РЗ Республики Ингушетия определил границы своих муниципальных образований. 21 сентября 2010 года правительством Чеченской Республики утверждена схема территориального планирования Чеченской Республики, предусматривающая размежевание территории двух республик по фактически сложившейся границе. Правительство Республики Ингушетия согласовало данную схему. 12 октября 2012 года постановлением правительства Республики Ингушетия номер 341 утверждена согласованная с Минрегионом России схема территориального планирования Республики Ингушетия с учетом фактически сложившейся границы и закрепляет вышеуказанным соглашением земли Сунжского района за исключением двух сел, станица Асиновская и Серноводск. Таким образом, вышеуказанными нормативно-правовыми актами по инициативе Чеченской Республики фактически и юридически разграничены территории приграничных муниципальных районов. 3 октября 2009 года подписано распоряжение председателя правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в соответствии с которым 29,3 тысяч гектаров земель лесного фонда, включая отторгаемые по соглашению от 26 сентября 2018 года земли, переданы в постоянное бессрочное пользование государственному природному заповеднику Эрзии, учрежденным постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 года. В Республике Ингушетия проведен кадастровый учет земельных участков, входящих в состав
государственного заповедника Эрзей, подписанным соглашением также не соблюден порядок согласования с правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти. Изменение границ заповедника. 20 апреля 2013 года под председательством Евкурова прошел съезд народа Ингушетии, на котором принято решение о том, что административная граница между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой должна быть определена по фактически сложившимся границам муниципальных образований. Съезд является официальным представительством всего населения Республики Ингушетия, а его правовой статус закреплен в Конституции Республики Ингушетии и Законе Республики Ингушетия от 2 апреля 1999 года за номером 10 о съезде народа Ингушетии. Уважаемый суд, я бы хотел напомнить Высокому суду, что еще в 2006 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что пересмотр и передел границ в нашей стране опасен для сохранения мира. Ведь неурегулированными остается еще около 2000 территориальных притязаний между народами и регионами нашей огромной страны. В связи с отторжением пригородного района событием 1992 года ингушское общество, пережившее историческую несправедливость, реагирует остро на подобные решения. При установлении названных границ руководство Республики Ингушетия должно было учесть значимость территориального вопроса для народа, а также их мнение. Тем более подписанное с нарушением норм Конституции Республики, федеральных и республиканских законов, без проведения соответствующей экспертизы для выяснения ее возможных юридических, политических и экономических последствий. Хочу напомнить, что ингушский народ узнал о подписании соглашения только в день его подписания, 26 сентября. Подготовка соглашения, как я говорил, шла в режиме секретности от собственного народа. Даже депутаты Народного собрания узнали подобное только 4 октября, в день его подписания. В спешке непродуманное принятие решений по территориальным спорам в таком многонациональном и густонаселенном регионе, как Северный Кавказ, чревато осложнениями общественно-политической ситуации, многонациональными конфликтами, межнациональными конфликтами и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям, что мы и рассматриваем на сегодняшнем заседании. В свете вышеуказанного мы рассчитываем, что Конституционный суд России своим решением не повторит в отношении нашего народа антиконституционную и антинародную практику нарушения территориальной целостности республики. В настоящее время в Ингушетии проходит многотысячный митинг с единственным требованием к органам власти Российской Федерации и Республики Ингушетии обеспечить исполнение решения Конституционного суда Республики Ингушетия, о чем мне поручено обязан заявить Высокому суду. Ингушский народ никогда не согласится с отторжением части своей территории и оставляет за собой право отстаивать это всеми законными способами. Прошу признать вышеуказанные законодательные акты несоответствующими Конституции Российской Федерации. Спасибо вам за предоставленную мне возможность высказаться от имени народа Ингушетии. У меня все. Да, спасибо, Ахмед Сараджинович. Рамиль Хайдарович Ахмедгалиев, вы будете выступать? Да, уважаемый суд, у меня буквально несколько тезисов, резюмируя выступление моего доверителя, на которых я хотел бы остановиться и обратить внимание уважаемого суда. Здесь уже много говорили об конкретике, о федеральном законодательстве, о ряде положений Конституции по порядку и процедуре. Но вот выслушав и представителей заявителя, и уважаемых представителей представительных, законодательных органов власти республик, я бы все-таки хотел вернуться к началу Конституции Российской Федерации, ее преамбуле, с чего она начинается. Мы, многонациональный народ, сохраняя государственное единство, отталкиваясь от принципов равноправия и самоопределения народов, принимаем эту Конституцию. Я почему обращаю на это внимание? Это вопрос важен не только для рассматриваемого дела. Этот вопрос еще важен и для ингушского народа, потому что, вот как выступал уже и говорил мой доверитель, эти традиции коллективного
обсуждения и принятия решений по значимым вопросам в этом регионе, они складывались в течение многих лет. И обойти просто так невозможно, и они, в принципе, согласуются с базовыми принципами Конституции. И говоря об этом деле, я полагаю, что это дело об необходимости учета мнения населения при решении вопросов о территориях и о границах. И первый тезис, который я хотел бы довести до уважаемого суда, это тезис о том, что Конституция не допускает, что нет никакой формы учета мнения. Доводы заявителя и представителей по поводу терминологии, много об этом тоже говорилось, установление и изменение границ. Я бы сразу хотел обратить внимание, и в тех доводах, которые мы представляли, мой доверитель представлял письменно, речь шла, вот так, ну, скажем, условно, если это назвать, о внутренних границах, а не о внешних Российской Федерации, отнесенных к исключительной компетенции Федерации. И мы полагаем, что в данном случае вот эта терминология установления границ, изменения, что было в данном случае, это не более как игра этими терминами. Как не раз указывал уважаемый суд, Конституционный суд, по другим делам в своих постановлениях нужно исходить и оценивать не только юридическую и формальную сторону, но и учитывать содержание по факту, а что было. Каково фактическое положение по поводу этих границ? Да, ситуация действительно сложная. И с уважаемыми коллегами я в этом вопросе абсолютно согласен. Ситуация сложная, требующая разрешения, но мы полагаем, что ситуация более или менее была разрешена, причем фактически по воле федерального законодателя через принятие специального федерального закона о местном самоуправлении в муниципальных образованиях в Чеченской Республике и в Республике Ингушетия. И во исполнение этого федерального закона в 8-9 годах были приняты региональные законы. То есть фактически так или иначе была неким образом определена эта граница. Да, проблемы оставались, но мы полагаем, что любые решения и действия, которые так или иначе меняют это установление, пусть даже и временного характера, это и есть не что иное, как изменение границ. И, соответственно, все процедуры и принципы в данном случае, касающиеся изменения границ, применимые в этом деле. Следующее важное обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание, об этом тоже затрагивалось и говорилось о том, что это не должно учитываться. Процедура определения, установления, изменения границ между субъектами так или иначе по факту взаимосвязана с процедурой установления и изменения границ муниципальных образований. То есть в той части, где эти субъекты соприкасаются и муниципальные образования соприкасаются. Меняя одни границы, так или иначе, это повлияет на изменение муниципальных границ. Ну, как бы, мне кажется, это отрицать сложно. Соответственно, раз эти процедуры взаимосвязаны, правовое регулирование, общие принципы тоже могут иметь и должны иметь общие принципы. Вопрос о муниципальных образованиях, и в том числе по границам, он напрямую регулирован Конституцией Российской Федерации. Следующий довод, следующий тезис, на который я хотел бы обратить внимание уважаемого суда, это тезис о правовом регулировании установления, изменения, определения границ между субъектами Российской Федерации. Здесь прозвучало несколько раз, что фактически этот вопрос никак не регулируется Конституцией России, никак не отражен в федеральных законах. Я полагаю, что это не совсем так. И правовое регулирование данного вопроса все-таки есть. И начинается оно с Конституции.
Зачитывать соответствующие положения не буду. Говорится о полномочиях Совета Федерации по утверждению изменений, говорится о взаимном решении субъектов Федерации. И следующий важный момент – детализация механизма, каким образом в конкретном субъекте принимается решение, Конституция, на мой взгляд, относит к ведению и к полномочиям субъекта Федерации. То есть тезис такой, что Конституция оставляет за субъектом выбор конкретной формы установления и принятия решений. И Республика Ингушетия такими полномочиями воспользовалась. Этот вопрос урегулирован и в Конституции Республики Ингушетия, и в ряде законодательных актов региональных законов. Они подробно и приводились участниками и приглашенными, повторяться в этой части не буду. И поэтому, на мой взгляд, Конституционный суд Республики Ингушетия, оценивая закон региональный, действовал в рамках своей компетенции. И несколько последних, буквально один довод, который я хотел бы привести. По поводу необходимости учета мнения населения. Исходя из всего вышесказанного, в 2013 году глава Республики Ингушетия, заявитель в сегодняшнем процессе, именно так толковал и применял эти положения. И тому подтверждение его действий, его решения. В 2013 году по его указу был создан съезд народов Ингушетии. Съезд, деятельность которого регламентирована и предусмотрена региональным законом. И президент Ингушетии, глава Республики Ингушетия поставил перед съездом вопрос по поводу определения границ с Чеченской Республикой. И съезд народов Ингушетии принял соответствующее решение и обращение. Таким образом, глава Республики Ингушетия в тот момент именно так и считал, что процедура, как ее ни называй, установление этой границ или изменение, вопрос о территориях и границе республики должен рассматриваться с учетом мнения населения. Уважаемый суд, мой доверитель, Конгресс ингушского народа, как он уже озвучил, просит принять законные и справедливые решения. Справедливые решения, которые бы таковым воспринималось, в том числе и ингушским народом. И Конгресс полагает, и мой доверитель это уже отметил, что Конституционный суд России сделал первый шаг в этом направлении, пригласив их на это заседание, дав возможность выступить и привести свои доводы. И, как полагает мой доверитель, в итоговом судебном акте по данному делу, каким бы оно ни было, Конституционный суд должен отразить и дать оценку доводам о необходимости при решении вопросов о территориях и границах учитывать мнение населения в тех формах, которые предусмотрены соответствующими законодательными актами. Спасибо. Спасибо, уважаемый адвокат. Теперь в соответствии с решением Конституционного суда о удовлетворении ходатайства дополнительно заявленных представителей от Чеченской Республики и от Республики Ингушетия, я прошу представителя общества Орцхой Изарипова Саида Шарановича. Доброго дня. Уважаемый председатель судей Конституционного суда Российской Федерации, хочу поблагодарить вас за возможность участия на заседании в качестве приглашенного лица по вопросу рассмотрения соглашения
между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия об установлении границ. Я чеченец, представляю род Течой из сообщества Орстхой. Так получилось, что мы, чеченцы, ингуши, по сути, один народ, еще придерживаемся своих каких-то родовых различий и родовых происхождения родового. Значит, почему я напросился на это заседание? Потому что я именно представитель рода, территории исторические, в котором наши предки проживали веками. Эти территории как раз явились яблоком раздора или спорным моментом в этой истории. Мы неоднократно встречались с представителями нашего рода, сообщества, делали заявления о том, чтобы не доводить это дело до каких-то скандалов, до каких-то там эксцессов и успокоиться, довериться руководителям наших субъектов, потому что я лично уверен, что ни наш глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ни глава Ингушетии Юнусбек Бевкуров никогда не допустит ущемления своих народов, подопечных, которым им доверено руководить, представлять их, никогда не допустит ущемления прав своих народов. Ни в территориях, ни в других вопросах. В общем, может быть, конечно, что всегда в любых вопросах появляются недовольные. И вот в предыдущих выступлениях можно было подумать, что мы на чеченской стороне, там нет народа, нет людей, нет там общества, которое не думает, думает или еще как-то. Нет, мы тоже беспокоимся, думаем, мы тоже как бы у нас есть свое мнение насчет этого соглашения. У нас тоже есть претензии к этому соглашению, что наши территории оставили на стороне Ингушской республики. Но мы отличаемся тем, что на самом деле мы всецело доверяемся главе и властям республики. Потому что мы понимаем, что они представляют наши интересы и никогда, еще раз повторюсь, не допустят ущемления наших прав. Вот в чем наша разница. Поэтому, как представитель этого рода, в принципе, часть наших представителей нашего рода или сообщества, что проживают в Ингушетии, часть Чеченской Республики и некоторая часть еще в Дагестане, в 2 районах Дагестана. Подавляющее большинство нас находится в Чеченской Республике. И вот эта горная местность, которая когда-то в очень суровых условиях жизни, когда горная, холодная, склоны и так далее, наши предки там оставались, защищаясь от внешних врагов, от набегов монголо-татар, от хромого Тимура и так далее. И когда более-менее, после появления юрисдикции России, они понемножку начали спускаться в равнины, и последние оттуда сошли где-то, может быть, десятки лет назад, несколько десятков лет назад. Потому что условия там по сегодняшним цивилизационным меркам, конечно, невозможные. До сих пор эти территории никем не осваивались, никем не благоустраивались, никто никакого внимания им не уделял. Только начали, Чеченская Республика начала прокладывать дороги и так далее. Вот из-за чего вообще возник этот спор. Значит, мы хотим сказать, что даже в самом страшном сне мы, представители Орштхойского сообщества, проживающие на территории Чечни, не могли представить, что эти земли, именно горные местности, относятся к Ингушской республике. Такого вообще даже понятия не было. Оно возникло вообще просто недавно совершенно. Почему мы вообще включились в этот процесс? Я
совершенно мирной профессии, я строитель. Меня, в принципе, мало интересуют эти вопросы территориально, но когда они начинают изучать и между нашими народами, братскими, по сути, одного народа, начинаются негативные какие-то явления, и нанесен огромный моральный ущерб, потому что очень много взаимных обвинений и так далее, в общем, прозвучало. И мы считаем, что братскими являются все народы России и даже все народы бывшего Советского Союза. И такого не должно быть между народами. Люди должны доверять власти, которые они выбрали, которые им доверены и которые представляют этот народ. Мы со своей стороны приняли доброй вестью подписание соглашения об границах. Почему? Потому что периодически или регулярно возникали напряжения, хотя они не перерастали в какие-то склоки или там какие раздоры, но они возникали, и главы нашей республики взяли на себя ответственность, проявили волю, разобрались и подписали это соглашение, установили границу, которой не было. И вот из-за чего на самом деле какое-то напряжение существовало. Потому что граница даже у нас, у чеченцев и у ингушей, при нашем отношении, родовых отношениях, даже между братьями устанавливается. Нет такого, чтобы вот один брат и другой брат без границ жили на каких-то там участках на территории. И это важно очень. Очень важно. Я со своей стороны, те, кого представляем, мы хотим, конечно, отблагодарить главу нашей республики за проявленную ответственность, волю и решимость. И, значит, в этом вопросе мы просим Конституционный суд, конечно, принять наши доводы и по возможности одобрить это соглашение. Я абсолютно уверен, что если бы это соглашение было бы подписано с устраивающим, допустим, тех оппонентов, которые сегодня здесь в зале есть, наших братьев, устраивающих их, значит, позициям, то никакие нарушения никого не волновали бы. Просто не устраивает сам раздел территории, и теперь, конечно, мы ищем какие-то там изъяны именно в процедурных и вопросах, которых вообще на самом деле не было бы. Поэтому спасибо вам за внимание и плодотворной вам работы. Спасибо, уважаемый Саид Шаранович. Через 30 минут соберемся вновь. Продолжаем нашу работу, и тогда я попрошу представителя сообщества Орсхой Сайхана Магомедовича Саламова, где я не вижу его. Вы будете выступать? Уважаемый председатель суда, уважаемые члены суда, вам на сегодняшнем форуме предстоит огромная проблема решить спор между двумя братьями, чеченцем и ингушом, в котором один из них находится в глубоком заблуждении. Я бы хотел рассказать вам, объяснить вам, что я знаю, что я видел и что слышал за мои годы, 80 с лишним годы, от своих родителей, от своих близких родственников в отношении Галанчевского района, особенно взято Течь-Ахкой, Мержой. Я сам чеченец, орстхоец, родился в Ялхарое, Галанчевском районе. Мой отец с 1935 по 1938 годы работал секретарем сельского совета Мережинского сельского совета, куда входила Течь-Ахки.
о котором идут споры. Моя мать сама уроженка между Цечехкой и Мержой. Дед мой по матери похоронен в селении, ну тогда оно было не селение, а улица Цечехку. Что мне они сказали, что они мне рассказали, что я слышал? За время работы моего отца секретарем сельского совета Цечехкой входил в Галанчорский район полностью правобережное расположение реки Фордамки. С левой стороны побережья населяло несколько дворов ингушей. Опять-таки Орской. Значит, что происходит в дальнейшем? Муссируют Чечню и Ингушетию, то их объединяют, то их разъединяют, то опять укрупняют и укрупнили до депортации. После возвращения с депортации по сегодняшний день в Галанчевском районе никто не проживает ни в Цечехкой и ни в какой другом населенном пункте. Это заброшенное место. И почему-то здесь находятся авторитеты выступать, проявлять интерес к этим населенным пунктам, которые никогда в жизни там не были, родом не чеченец, не ингуш и не орской, а люди, воспитанные в детских садах и в детских учреждениях, откуда они могут знать больше, чем здесь я, который прожил уже 80 с лишним лет? Или те, которые на сегодняшний день еще старше меня живые, не могут здесь присутствовать? Уважаемые судьи, вопрос, который стоит на рассмотрении в вашем форуме, носит огромное значение, имеет большое значение для дальнейшей судьбы этих двух братьев. Какие бы здесь возгласы не были бы, какие бы речи не произносили та или другая страна, мы остаемся братьями, мы войнахи. Пусть он детдомовец, пусть он другого, но мы войнахи. Раздор между нами не должен быть и не будет никогда. А вот этот эпос, который недавно произошел в Назране, это носит чисто политический характер. Это всем видно. Это дети знают, ученики знают. Почему? Потому что подоплека ставит под своего политического руководителя Республики Ингушетия. Подножку ставят, позорят нецензурными словами, бранью. Это не скромно, это не по-войнахски, это черт его знает по какому. Жизнь продолжается. При решении этого вопроса по закону жизнь будет продолжаться в этом Галанчевском районе на общих основаниях. Я бы хотел попросить вас решение по глупости допущенная ошибка 2009 года, что часть Галанчевского района отчуждили Ингушетии, это глупость была допущена, ошибка была. Я прошу признать эту ошибку, понять, что это ошибка, и решение, которое было совершено между двумя руководителями региона, Ингушетии и Чечни, считать законным. Это даст многое в дальнейших взаимоотношениях между двумя братьями. Это даст улучшение обстоятельств, это даст улучшение ситуации и в этом и в другом регионе. Это даст сближение и содружество этих двух братьев. Я вам желаю здоровья. Я прошу Аллаха дать вам, ниспослать вам здоровья и здравого смысла в решении вашего вердикта. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Сахан Магомедович. Ваши годы с такими пожеланиями нас ко многому обязывают. Теперь я попросил бы от Республики Ингушетия председателя. Как?
Ну, сейчас. До конца. Нет, говорят, что терпят. От Республики Ингушетия председателя правительства Республики Ингушетия Залимхана Султановича Султана Хамидовича Евлоева. Прошу вас, уважаемый Султан Хамидович. Залимхан Султан Хамидович. Уважаемый Конституционный суд Российской Федерации, уважаемые приглашенные, тяжелым и тернистым был путь становления государственности как и у чеченцев, так и у ингушей. Если говорить о национально-государственных образованиях, то отчет нужно вести 20 января 1921 года, когда была создана Горская автономная Советская Социалистическая Республика. Были объединения, были разъединения, было насильственное перекраивание границ, было лишение административных центров, в частности, Ингушская автономная область была лишена своего административного центра, была ссылка, была депортация. После депортации часть территории Чечено-Ингушской республики осталась в границах другого субъекта. Ингуши вместе с братьями-чеченцами хотели восстановления исторической справедливости. Мы долго шли по этому пути. И 14 января 1989 года было постановление Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. Закон о реабилитации репрессивных народов от 26 апреля 1991 года. И там тоже было прописано, что нужно предпринять организационно-правовые меры по определению границ. Закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации, где не было ни слова о границе, это было поручено комиссии правительства Российской Федерации принять организационно-правовые меры по территориальному разграничению. Комиссия, созданная 10 мая 1993 года, не приступив еще к работе, прекратила свою деятельность, так и не приняв решение. Еще до формирования органа власти Республики Ингушетия были попытки на уровне общественности определить границы, не вмешивая третью сторону, но эти попытки не увенчались успехом. Была создана комиссия как с чеченской стороной, так и с ингушской стороной. И договориться было очень сложно, и мы долго искали эти пути, которые устраивали бы оба наших народа. Здесь ссылаются на 131 закон об общих принципах организации местного управления Российской Федерации, в котором было прописано в 11 статье, что территория субъекта Российской Федерации разграничивается между муниципальными образованиями. Ни мы, Республика Ингушетия, ни Чеченская Республика, этот закон не реализовали у себя. Мы ждали определения, установления границ наших субъектов. И был принят отдельный закон номер 207 об организации местного управления Ингушской Республики и Чеченской Республики, где во исполнение этого закона 13 декабря в парламенте Чеченской Республики был принят закон 6 РЗ, и Республика Ингушетия приняла свой закон 5 РЗ 23 февраля, спустя 10 дней. Да, здесь выступающие говорили, я подтверждаю, что в законе об организации местного управления Республики Ингушетия в статье 4 было прописано, что данный закон не устанавливает административные границы субъекта. И в последующем в законе Чеченской Республики тоже была такая же формулировка.
Мы, комиссии, я являлся последние 2 года председателем, еще раз хочу повторить, комиссии по организации взаимодействия с органами государственной власти Чеченской Республики. Эти встречи проводились на различных уровнях, заинтересованными министерствами, ведомствами. Мы эти вопросы поднимали и искали пути соприкосновения. Я почему ссылался на те нормативно-правовые акты, которые я выше озвучивал? По умолчанию федеральный центр предлагал нам: определяйтесь со своими границами, потому что вопрос действительно деликатный, сложный, тяжелый вопрос. И сегодня, когда была такая политическая воля провести работу, эту работу мы провели. Я в тот период занимал должность председателя парламента, и как ингуш заявляю, я никогда не поступился бы с интересами своего народа. Эти границы были справедливыми и основанными на законности. Здесь говорили, если мы говорим по границе то, что касаемо по Фортанге, и во время нашей ссылки эта территория относилась к Чеченской Республике. Несмотря на это, была воля чеченской стороны, я тоже благодарен, было принято решение все-таки, что самое справедливое, это то, что если мы установим границы, как устоялись фактически, не то, что мы нарисовали на кадастровых картах, а как устоялись фактически, где мы вели хозяйственное свое ведение. И здесь присутствующие эти слова подтвердят, я тоже подтверждаю, то сегодня населенный пункт, где проживают люди, ни один населенный пункт не перешел ни той и ни другой стороне. Считаем и уверен, что если мы сегодня закрепим эти границы, это даст импульс в целом развитию экономики, не допустит в последующем и кризисных каких-то ситуаций, и послужит таким мощным таким стимулом, что наши политические усилия будут направлены в другом направлении. И я присутствовал на заседании Народного собрания, когда утверждалось соглашение. Значит, я подтверждаю слова той части выступавшего здесь депутата Народного собрания Закрима Милова. Действительно, было предложение снять законопроект с рассмотрения. Это предложение не получило нужной поддержки. Потом был поставлен вопрос о голосовании, о процедуре голосования тайно или открытое. И 18 депутатов из 25 присутствующих проголосовали за, 6 против, 1 воздержался. И после проведения процедуры тайного голосования Светличный Василий Иванович, как член счетной комиссии, озвучил итоги тайного голосования. Я слышал эти итоги. Это за 17, 3 против, 4 депутатов испортили бюллетени для тайного голосования, 1 вообще не взял бюллетень. То, что сегодня сделано, это действительно исторический момент. Сегодня мы и чеченцы, ингуши, хотим жить на одинаковых правах, в равных условиях, с равными возможностями среди других народов Российской Федерации. И уверен, что то, что мы сегодня сделали, это послужит сплочению тех наших дружеских отношений народов Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, уважаемый Салимхан Султан Хамидович. Теперь я попросил бы члена Координационного совета общественников Республики Ингушетия Мухаммеда Накира Увейсовича Добреева. Уважаемый Конституционный суд Российской Федерации, уважаемые присутствующие,
Позвольте мне от имени общественности Ингушетии донести до вас мнение по обсуждаемому вопросу. Немного о истории. Границы между обеими республиками де-факто сложились в ноябре 1991 года. После того, как Чечня объявила о своем суверенитете и выхода из состава России. А на территории Ингушетии, в том числе в населенных пунктах Асиновская, Серноводская, прошел референдум, в ходе которого более 95% населения высказались за создание Ингушской республики в составе Российской Федерации. Эти границы закреплены уже результатами референдумов по принятию Конституции Республики Ингушетия в 1994 году и Конституции Чеченской Республики в 2003 году. И сегодня, наконец, поставлена точка в территориальных вопросах между ингушами и чеченцами. Соглашение об установлении границ между Чечней и Ингушетией подписано и ратифицировано. Его надо соблюдать. Законы надо исполнять. Что касается сути соглашения, то мы считаем, что здесь референдум не требуется, потому что речь идет не об изменении границ, а об установлении границ. И сейчас обсуждать нужно не само соглашение, а необходимость его исполнения. Свои выводы мы объясняем следующим образом. Если бы происходило изменение принадлежности части территории, тогда необходимо было бы проводить референдум на сопредельных территориях. В данном случае, я думаю, главы Ингушетии и Чеченской Республики Чечни действовали в рамках Конституции Российской Федерации и субъектов. Соглашение подписано обоими руководителями, это проявление добрососедских отношений с братскими народами. Мы два братских народа, и мы заключили такое соглашение, которое показывает наши хорошие отношения. Раньше были споры о том, чья это земля. Правоохранительные органы не могли определить, кто должен обеспечивать правопорядок на той или иной территории. Также и пожарные, и спасатели, и лесники. Но с обозначением границ прежние споры уже позади. Я лично, я вам говорю, и мои коллеги побывали на территории приграничных населенных пунктов. Это Чумульга, Бердюрт, Датых, Аршты. Я везде там был. С уверенностью могу сказать, что никто из проживающих там людей, я лично разговаривал, я не депутат, не чиновник, а просто так по-человечески, не ушиблен. Ни в чем. Мы, общественники Ингушетии, считаем, что соглашение между Ингушетией и Чечней послужит не только стабилизации взаимоотношений между субъектами, но и улучшит инвестиционный климат, даст возможность осваивать горные районы, создать благоприятные условия для инвестирования, которые будут максимально удовлетворять потребности экономики людей, проживающих в горной местности по приоритетным направлениям социально-экономического развития региона. Спорные территории были блокированы для инвесторов, так как не было ясности в том, кто должен оформлять эти земли и на кого. Хотя там можно было развивать как туристический и так сельскохозяйственный бизнес. Сегодня, когда терроризм в регионе побежден, нужно решить экономические проблемы. Необходимо снимать все вопросы, в том числе вопрос о границах. Нашим лидерам, мне кажется, это удалось сделать. В заключение отведенного мне времени хотел бы довести мнение. Закон вступил в силу 16 октября. Сложности в определении ясности по границе, длившиеся на протяжении 26 лет, мне кажется, разрешились. Все мы, живущие как в Ингушетии, так и в Чечне, строим свое будущее, растим детей, почитаем стариков, соблюдаем законы и свои традиции. Мы не позволим разрушить мир в нашей республике и всей России необдуманными, провокационными действиями и просим Конституционный суд России учесть наше мнение при вынесении решения. Еще хотел бы сказать от матерей войнахских, ингушек, от женщин. Вот позавчера я встречался с женщинами, я человек с населением постоянно нахожу, и они сказали, войнахские женщины устали. У них больше нет слез. Они хотят мира и процветания. Вот что мы хотим. Мы хотим мира и согласия. Давайте, Конституционный суд, сделайте так, чтобы у нас в республике был мир и согласие. Спасибо за внимание.
Спасибо, уважаемый Накир Увейсович. Нет, я прошу вас, пожалуйста, сядьте. Мы придерживаемся порядка. Мы придерживаемся порядка, который был установлен. Я прошу вас меня понять, потому что иначе все судьи, которые скажут, что я не нарушаю порядок. Вы же ведь хотите у себя на родине установить прочный порядок, да? И я тоже не хочу выходить из этого порядка, который мы установили в этом зале. У вас была возможность сказать, и, наверное, еще будет возможность где-то в других масштабах. Но если судьи мне скажут сейчас, они вправе любой вопрос решить, тогда, значит, я предоставлю вам слово. Нет, мы продолжаем. Да. Судьи говорят, что мы продолжаем в соответствии с принятым и утвержденным порядком. Так что я прошу меня извинить, если чем-то вас обидел. Значит, уважаемый имам Ахмед Исраилович Цачоев, я прошу тоже его выступить. Уважаемый суд, уважаемые присутствующие, в сложившейся общественно-политической ситуации в Республике Ингушетия вынуждает меня, жителя приграничной территории, сказать свое слово в столь высоком судебном собрании нашего государства. Так как я отношу себя к полноправным представителям народа Ингушетии и Чечни, являясь представителем коренного вайнавского народа Арсхо. Считаю, что никто не вправе использовать статус жителя села в своих интересах. Так как указанная территория исторически является местом арсхойских тейпов, отношения наших народов не должны и не могут зависеть от высказываний тех, которые не самостоятельны и неполномочны в принятии судьбоносного для народа решений, и кто сегодня лоббирует свои политические интересы. Я хотел бы обратить внимание особо. Конституционный суд Ингушетии, который признал незаконным соглашение глав двух республик Юнусбека и Евкурова и Рамзана Кадырова о границе между Ингушетией и Чечней, не принял во внимание мнение одного из крупнейших арсхойских тейпов, в которые входят как чеченские, так и ингушские тейпы. А я тоже не поняла. Несмотря на наши многочисленные письменные обращения. Я хотел бы особо подчеркнуть, прошу принять во внимание, правомочны ли те судьи Конституционного суда Республики Ингушетия, которые были организаторами митинга, выносить решение Конституционного суда по границе спорных территорий. Считаю вынесение решения Конституционного суда Республики Ингушетия незаконным, так как сами же были одни из организаторов митинга и заинтересованные лица одностороннего решения. Я являюсь имамом населенного пункта Алкун в приграничной зоне и не собираюсь никуда оттуда прибираться, хотя многие жители пограничных сел стали покидать свои дома из-за постоянных конфликтов, из-за территориальных споров. А началось это с начала 90-х годов, когда появились претензии о принадлежности сельских поселений со стороны ингушей и чеченцев. В
течение 26 лет эта неопределенность границами приводила нас к раздорам. Ничему хорошему она нас не приводила. Считаю, что установление границы – это благо для нынешних будущих поколений, которые отвечают интересам наших республик, налаживанием мирных и добрососедских отношений между братскими народами Чечни и Ингушетии. Эти башни построены нашими предками, арстхойцами. И переживать за происходящее должны мы, потому что обсуждаемая территория исключительно земля представителей нашего Тепа Цешоевых, который Конституционный суд Республики Ингушетия не принял во внимание. В ближайшее время мы, жители этих мест, как со стороны Ингушетии, так и со стороны Чеченской Республики, намерены благоустраивать эти территории. До сих пор эти территории были заброшены. А граница нам не помеха. Она установлена только на бумаге. То есть по ту сторону Фортанги живут арстхоевцы под Чечни, и по эту сторону Республики Ингушетии живут тоже арстхоевцы. И считаем, что принятое решение двух глав Республик Чечни и Ингушетии справедливым. Считаю своим долгом сообщить, что мы, арстхоевцы, не возражаем против соглашения об установлении границ между двумя регионами Ингушетии и Чечни, который позволяет закрепить исторические установившиеся территории. Прошу обратить на это внимание. Сегодня двух глав Республик Ингушетии и Чечни эти границы были определены уже по устоявшемуся соглашению 1992 года. И мы до сих пор жили согласно этим соглашениям. Никто их не оспаривал, пока не возник вот эти политические силы, которые привели вот этим раздорам. Признаюсь, подписание соглашения было неоднозначно воспринято некоторыми жителями Ингушетии. Имеется в виду вот эти политические силы. Но я должен открыто признать тот факт, что как только соглашение официально было подписано, ситуация на приграничной территории стала меняться в лучшую сторону. Так как сам я являюсь имамом этого приграничного села на территории Ингушетии Алкуна. И мы уже не смотрим друг на друга как бы из-под лобья. Потому что люди стали понимать, что земля, она никуда не делась, она остается там, где она есть. И все это возникает из-за каких-то корыстных целей, из-за обиженных людей по политическим соображениям. Пожалуйста, никто не против. Кто хочет жить, может продолжать строиться, развивать хозяйство, растить детей, принимать гостей, туристов, заниматься бизнесом. Это территория России. Это территория России. Ничего там не меняется. Раньше эти земли были заброшены, сейчас на них уже начались работы, прокладываются дороги, развиваются туристические базы. То есть в этом есть огромная польза для людей. И вообще в общем для стабильности России, так как все мы жители одной страны и обеспокоены тем, что происходит в нашей стране. Мы должны все выступать за стабильность нашего государства. Мы, потомки тех, кто веками жили на этой земле, хорошо понимаем причины необходимости принятия такого решения о границах. Нам есть что вспомнить и передать качество наследия подрастающему поколению. Пожалуйста, я прошу прощения. Пожалуйста, примите меры, попросите свой телефон, чтобы вам не мешали. Значит, да. Иначе я буду просить этот телефон.
Пожалуйста, я прошу прощения, пожалуйста. Потому что мы помним историю, с чего начиналось все то, что происходило 1992 года. Именно по этим вот спорным вопросам мы прошли такой огромной трагедии тоже с нашими соседскими братьями, соседями, с осетинами. Это надо всячески пресекать эти действия. Издревле у нашего народа было так. Старейшины тейпа садились и мирно решали вопросы. А семьи, в которых не слушали отцов, считалось большим позором для всего тейпа. Так как в этой ситуации мы должны уважать и принимать мирные решения двух глав республик. Наша задача сегодня работать на укрепление отношений, обычаев и культуру между народами, братскими народами Ингушетии и Чечни. Мы должны думать о завтрашнем дне, о установлении справедливой границы и есть основа прочного мира и уверенности в благополучном будущем. Если мы все будем руководствоваться общей целью, то любые, даже самые сложные вызовы будут преодолены. И наши потомки смогут с благодарностью говорить о достижениях войнавских народов в грядущем столетии и жить в мире друг с другом. Я бы хотел еще привести два довода. Так как я сам из рода Цичуевых, и более меня никто не знает, вот сидящий в этом зале, ситуацию, происходящую по этой границе. Все автомобили, участки, которые зарегистрированы на этом участке земли, по ту сторону Фортанги, о котором сегодня речь идет, они зарегистрированы по чеченской территории. Автомобили, участки, все документы проходят по чеченской территории. Поэтому все то, что сегодня некоторые политические люди, мы не знаем, к чему они хотят это все привести, но мы, арстоевцы, исконно проживающие на этих территориях, полностью согласны решению двух республик Евкурова и Кадырова, так как более справедливых решений мы не видим. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Ахмед Исраилович. Значит, если мы движемся дальше, то тогда теперь очередь дошла и до представителей парламента Российской Федерации и полномочного представителя президента. В каком порядке вы будете выступать, уважаемые коллеги? Да. Уважаемый Андрей Александрович, прошу вас. Уважаемый председатель Конституционного суда, уважаемые судьи, стороны, их представители. Уважаемый суд, в первую очередь я хочу от имени Совета Федерации выразить уважение руководству двух республик, Республики Ингушетия и Чеченской Республики, и лично председателям двух парламентов, которые присутствуют здесь в зале, за то, что они разрешили этот вопрос. Мы сейчас понимаем, что, по всей видимости, для этого нужна была и определенная политическая смелость, чтобы его разрешить. Вопрос об установлении границ. Я далее буду говорить только о федеральной составляющей в данном деле, то, что относится к компетенции нашей, Совета Федерации. Мы представили письменно позицию. Я думаю, что она есть в материалах, есть у всех участников процесса. Я повторять все, что в позиции изложено, всю аргументацию не буду. Остановлюсь только на некоторых моментах. Итак, Конституция Российской Федерации
определяя федеративное устройство Российской Федерации, устанавливает ее субъектный состав, статья 65, и указывает на наличие территории субъектов Российской Федерации, часть 1 статьи 67, и границ между ними, часть 3 статьи 67 и часть 1 статьи 102. Установлены также конституционные основы процедуры изменения границ между субъектами Российской Федерации, в которой Совет Федерации участвует. В настоящее время описание местоположения границ между субъектами Российской Федерации вносится в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации недвижимости, 10 статья, в реестр границ, который является составной частью единого государственного реестра недвижимости. И на наш взгляд, Республика Ингушетия и Чеченская Республика, заключив рассматриваемое соглашение, действовали в том числе во исполнение федерального закона. В соответствии с подпунктом А пункта 7 статьи 18 Федерального закона об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации представляет регион в отношениях с органами публичной власти и при осуществлении внешнеэкономических связей и при этом вправе подписывать договоры и соглашения от имени субъекта Российской Федерации. Согласно подпункту З пункта 2 статьи 5 названного федерального закона, именно законом субъекта Российской Федерации утверждается заключение и расторжение договоров субъекта. Из конституционных и законодательных предписаний, а также из правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации следует, что хотя вопросы территориальных основ местного самоуправления, формирования муниципальных образований и административно-территориального устройства регионов связаны между собой, но каждый из них имеет самостоятельное значение, обладает собственным юридическим содержанием и относится к различным сферам ведения. Это следует из определений Конституционного суда Российской Федерации от 10 июля 2003 года 289 О и от 15 мая 2007 года 406 ОП. Таким образом, при заключении соглашения и его последующем утверждении законом Республики Ингушетия соблюдены положения законодательства Российской Федерации. При этом требования о выражении воли населения субъектов Российской Федерации на установление границы путем проведения именно референдума субъекта ни Конституция Российской Федерации, ни федеральное законодательство не содержат. Постановлением Конституционного суда Республики Ингушетия установлено, что соглашение без его утверждения на референдуме Республика Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, для органов местного самоуправления, организаций и граждан. Уважаемый суд, я сказал, что я не буду особо вдаваться в вопросы, которые относятся к компетенции субъектов Российской Федерации, но мне кажется, что здесь есть одно достаточно важное обстоятельство. И когда уважаемый судья-докладчик Сергей Петрович Маврин докладывал материалы, мне кажется, тоже все обратили внимание. Закон вступил в силу 16 октября. Конституционный суд Республики Ингушетия рассматривал закон 30-го, постановление датировано 30 октября. Я не могу не отметить следующее. В соответствии с законом Республики Ингушетия о Конституционном суде Республики Ингушетия, это статья 3, Конституционный суд Республики Ингушетия вправе разрешать дела о соответствии Конституции Республики Ингушетия только не вступивших в силу договоров Республики Ингушетия. А соглашение, как мы видим, на момент рассмотрения 30 числа уже вступило в силу. И мне кажется, что превышение полномочий Конституционным судом Республики Ингушетия здесь очевидно. В соответствии со статьей 125 Конституции Российской Федерации рассмотрение дела соответствий Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов субъектов, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и субъектов, и договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено к полномочиям Конституционного суда Российской Федерации и
Понимая, какую позицию занял Конституционный суд Ингушетии, я просто специально это подчеркиваю, что мы полагаем, что здесь, безусловно, есть федеральная составляющая. Конституционный суд совершенно обоснованно принял в производство это дело. Заключение соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой по существу было направлено на устранение неопределенности в прохождении границы между субъектами в целях реализации в том числе положений указанного мной Федерального закона о государственной регистрации недвижимости, которым предусматривается включение в реестр границ описание местоположения границ между субъектами Российской Федерации. В рассматриваемом случае границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. С учетом изложенного полагаем, что положение соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и Закона Республики Ингушетия об утверждении соглашения Конституции Российской Федерации соответствуют. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Андрей Александрович. Как сказал Юрий Дмитриевич, мы заслушали уважаемого председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Я не говорю не свое, а Юрий Дмитриевич. Уважаемая Мария Павловна, вы будете выступать? Кто теперь? Михаил Владимирович. Что же Марию Павловну оставили? Да. Полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Валентинович Кротов. Прошу вас, Михаил Валентинович, уважаемый. Спасибо, уважаемый Валерий Дмитриевич, глубоко уважаемый высокий суд, уважаемые присутствующие. Глава Республики Ингушетия обратился в Конституционный суд Российской Федерации с запросом, в котором просит проверить конституционное соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года и Закона Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года номер 42 РЗ об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Все фактические обстоятельства дела сегодня уже прозвучали. Это подписание соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, принятие республиками законов об утверждении данного соглашения и признание Конституционным судом Республики Ингушетия закона Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года номер 42 РЗ несоответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4, 11, 103, часть 2 и 111, а также по порядку принятия. Принятие Конституционным судом Российской Федерации запроса главы Республики Ингушетия к рассмотрению и проверка конституционности соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и конституционности закона Республики Ингушетия, которым было утверждено данное соглашение, представляются обоснованными. Ранее Конституционный суд Российской Федерации в определениях от 27 декабря 2005 года номер 494, от 1 апреля 2008 года номер 194 и постановление от 2 декабря 2013 года номер 26-П сформулировал правовую позицию, согласно которой Конституционный суд Российской Федерации вправе при наличии надлежащего запроса проверить конституционность признанного несоответствующим Конституции уставу субъекта Российской Федерации закона и признать его подлежащим действию вопреки официально принятому решению органа конституционного правосудия субъекта Российской Федерации, закона субъекта Российской Федерации, не оценивая при этом соответствие Конституции Российской Федерации положений Конституции устава данного субъекта Российской Федерации, нарушение которых констатировано в решении органа конституционного правосудия субъекта Российской Федерации. Отсутствие у Конституционного суда Российской Федерации данного правомочия означало бы в нарушении статьи 125 части 2 Конституции Российской Федерации изъятие нормативных правовых актов, принимаемых субъектами Российской Федерации по вопросам совместного ведения из правовой системы Российской Федерации и тем самым выведение таких актов из сферы контроля Конституционного суда Российской Федерации. Из буквального смысла части 1 статьи 86 Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации следует, что Конституционный суд оценивает оспориваемый нормативный акт, договор по всем предусмотренным параметрам, принятие акта на должном территориальном уровне и уполномоченным на то субъектом, соответствие содержания акта конституционному регулированию и конституционным принципам и требованиям правотворческого процесса, включая правила обретения правовыми актами юридической силы. Это обусловлено правовой природой и предназначением абстрактного конституционного контроля как процедурой тотальной конституционно-судебной проверки нормативного акта и находится в системной связи с нормой части 3 статьи 74 Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации, в силу которой суд при принятии решения не связан основаниями и доводами, изложенными в обращении.
Представляя Конституционному суду Российской Федерации позицию по рассматриваемому делу, полагаем необходимо начать с общих положений, касающихся правовой регламентации оснований и порядка установления границ между субъектами Российской Федерации. В пользу аргументов о конституционности соглашения и утвердившего его законы Республики Ингушетия, изложенных в запросе главы Республики Ингушетия, следует сказать следующее. Конституция Российской Федерации в статьях 71, 72, 73 не указывает, чей предмет ведения составляет установление границ между субъектами Российской Федерации и не содержит специального указания на порядок первоначального установления границ между субъектами Российской Федерации. Вместе с тем, в соответствии с Конституцией, в ведении Российской Федерации находится федеративное устройство и территория Российской Федерации, включающая в себя территорию ее субъектов, внутренние воды, территориальное море, воздушное пространство над ними, а также геодезия и картография. А к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов отнесены обеспечение соответствия Конституции и законов республик, уставов законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, Конституции Российской Федерации и федеральным законам, вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, разграничения государственной собственности, административное и земельное законодательство. Часть 3 статьи 67 Конституции Российской Федерации определяет, что границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного согласия. Процедуры, предусмотренные в соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации в Федеральном конституционном законе от 17 декабря 2001 года номер 6 ФКЗ о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации, также не затрагивают случай первоначального установления границ между субъектами Российской Федерации. Таким образом, из приведенного конституционного установления в отношении изменения границ субъектов Российской Федерации, заключение соглашения между субъектами Российской Федерации в целях первоначального определения и закрепления их границ представляется разумным и обоснованным. Ввиду уже звучавших сегодня исторических событий, граница между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия не была установлена. Федеральным законом от 24 ноября 2008 года номер 207 ФЗ о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике. В целях организации местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике органы государственной власти Республики Ингушетия и органы государственной власти Чеченской Республики поручено законами Республики Ингушетия и Чеченской Республики определить территории и установить границы муниципальных образований, что в ряде актов ими и было сделано. При этом законодательными актами субъектов Российской Федерации не была и не могла быть в одностороннем порядке установлена граница между ними, что подтверждается отсутствием данных о границе в едином реестре прав на недвижимость и непроведением межевания в соответствии с единым механизмом подписания границы, определенным в приказе Минэкономразвития России от 3 июня 2011 года. Таким образом, субъекты Российской Федерации, заключая соглашение об установлении границ между ними, действовали правомерно и не нарушали принципы федерализма, зафиксированных в статьях 5 и 11 в главе 3 Конституции Российской Федерации. Текст соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, как представляется, не содержит каких-либо положений, которые могли бы рассматриваться как вступающие в противоречие с положениями Конституции Российской Федерации. Соглашение субъектов Российской Федерации было подписано уполномоченными лицами, высшими должностными лицами соответствующих субъектов Российской Федерации, утверждено законами данных субъектов Российской Федерации, которые были обнародованы и вступили в законную силу. Между тем, исходя из конституционных принципов государственной и территориальной целостности Российской Федерации, права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а также принципа свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, само по себе формальное установление границы между субъектами Российской Федерации не может влечь фактическое возникновение барьеров на пути реализации указанных принципов. В отношении упомянутого в запросе главы Республики Ингушетия постановления Конституционного суда Республики Ингушетия от 30 октября 2018 года номер 19-П о проверке конституционности закона Республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в связи с запросом депутатов Народного собрания Республики Ингушетия считаем необходимым отметить следующее. Конституционный суд Республики Ингушетия в соответствии с частью 1 статьи 96 Конституции Республики Ингушетия является судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством конституционного производства.
В соответствии с положениями части 2 статьи 96 Конституции, а также в силу корреспондирующих положений подпункта Б пункта 1 части 1 статьи 3 Конституционного закона Республики Ингушетия о Конституционном суде Республики Ингушетия, Конституционный суд Республики Ингушетия разрешает дела о соответствии Конституции Республики Ингушетия, не вступивших в силу договоров Республики Ингушетия. Вместе с тем, являющиеся предметом рассмотрения соглашений и закона Республики Ингушетия на момент принятия постановления Конституционного суда Республики Ингушетия уже вступили в законную силу. Однако, несмотря на эти обстоятельства, Конституционный суд Республики Ингушетия рассматривал дело и принял постановление от 30 октября 2018 года номер 19-П. Как справедливо отмечается в запросе главы Республики Ингушетия, исходя из правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, сформулированного определения Конституционного суда Российской Федерации от 2 июля 2013 года номер 1055, при разрешении вопроса о конституционности закона о ратификации договора не может не затрагиваться и вопрос о конституционности самого договора, в частности, уже вступившего в силу. Конституционно-правовая оценка закона о ратификации вступившего в силу договора, как правило, невозможна в отрыве от самого договора. Проверка же конституционности такого закона по порядку принятия также не может быть осуществлена без учета его прямой нормативной связи с соответствующим договором. Кроме того, оценка конституционности закона о ратификации вступившего в силу договора предполагает и решение вопроса о действительности выраженного посредством данного закона согласия на обязательность соответствующего договора. Конституционный суд Российской Федерации в соответствии с пунктом В части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации и корреспондирующих ему положений подпункта В пункта 1 статьи 3 Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Таким образом, рассмотрение как самого соглашения, так и закона Республики Ингушетия о его утверждении по своему конституционно-правовому значению относится к компетенции Конституционного суда Российской Федерации. Также хотелось бы обратить внимание, что позиции, сформулированные Конституционным судом Республики Ингушетия, не соотносятся с правовыми позициями Конституционного суда Российской Федерации и положениями законодательства Российской Федерации, в частности, в отношении распространения положений законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении на рассматриваемые правоотношения. В соответствии с пунктом Н части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации установление общих принципов организации системы органов местного самоуправления находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Федеральным законом от 6 октября 2003 года номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации установлено, что правовую основу местного самоуправления составляют в том числе законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, часть 1 статьи 4. Территория субъекта Российской Федерации разграничивается между поселениями и городскими округами, пункт 1 части 1 статьи 11. Исходя из данных законоположений, нормативно-правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления, осуществляемое субъектом Российской Федерации, распространяется только на муниципальные образования, расположенные на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Иное означало бы возможность существования муниципального образования вне связи с субъектом Российской Федерации и его территорией в частности. Муниципальное образование образуется в пределах субъекта Российской Федерации. Изменение границ муниципальных образований не может служить основанием для изменения границ субъектов Российской Федерации. Таким образом, вопросы организации местного самоуправления являются вторичными по отношению к вопросам установления границ субъектов Российской Федерации, равно как и к вопросам изменения границ субъектов Российской Федерации. В этой связи полагаем, что при рассмотрении вопросов установления границ субъектов Российской Федерации в отношении организации местного самоуправления следует руководствоваться положениями, регламентирующими процедуру изменения границ муниципальных образований вследствие изменения границ между субъектами Российской Федерации. Так, Федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления установлено, что при изменении границ между субъектами Российской Федерации, изменение границ муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, их упразднения, связанные с изменением границ между субъектами Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации, при этом требования статей 12 и 13 этого федерального закона, предусматривающих в частности учет мнения населения соответствующих муниципальных образований, не применяются.
Указанное положение подлежит применению и при первичном установлении границы между субъектами Российской Федерации, когда нет оснований рассматривать границы муниципальных образований на спорных территориях как установленные. Что касается отмеченной Конституционным судом Республики Ингушетия необходимости проведения референдума субъекта Российской Федерации, то в данном случае следует учитывать правовую позицию Конституционного суда Российской Федерации, сформулированную в постановлении 21 марта 2007 года номер 3П. Конституционным судом Российской Федерации, в частности, было отмечено, что согласно статье 32 части 1 и 2 Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Таким образом, в конституционном механизме осуществления народовластия средствами волеобразования и волеизъявления народа являются институты не только непосредственной, но и представительной демократии. Референдум, обеспечивающий непосредственное участие граждан в управлении делами государства и открытость процессов принятия политических решений, легитимируемых волей народа, не может подменять органы народного представительства. Данному выводу корреспондирует позиция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая в рекомендации 1704 от 29 апреля 2005 года обращает внимание на то, что прямая и представительная форма демократии дополняют друг друга. При этом референдумы не должны рассматриваться в качестве альтернативы парламентской демократии, ими не следует злоупотреблять, они не должны использоваться для подрыва легитимности и примата парламентов как законодательных органов и в обход принципа верховенства права. На основании изложенного считаем возможным сделать вывод о соответствии Конституции Российской Федерации, соглашения между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, об утверждении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и его утверждения законом Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года номер 42 РЗ об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Завершая свое выступление, хотел бы отметить, что поставленный в запросе вопрос о территориях и границах субъектов по своему правовому, политическому, экономическому содержанию имеет исторически сложившийся комплексный характер. Закон Российской Федерации от 3 июля 1992 года номер 3198 об установлении переходного периода по государственному территориальному разграничению в Российской Федерации устанавливал переходный период по государственному территориальному разграничению в Российской Федерации до 1 июля 1995 года. И предусматривал в течение переходного периода обязанность подготовки и осуществления необходимых правовых и организационных мероприятий, направленных на разрешение спорных территориальных вопросов путем согласования интересов сторон на основе действующего законодательства и разработки законодательных актов Российской Федерации о границах Российской Федерации и о порядке решения вопросов, связанных с изменением государственного территориального и административно-территориального деления Российской Федерации. Очевидно, что принятие в указанный переходный период Конституции Российской Федерации и не предполагало разрешение в тексте самой Конституции вопроса о границах между субъектами Российской Федерации, которым, как видим, понадобилось не одно десятилетие, чтобы подступиться к решению этого вопроса и договориться между собой. Как справедливо отмечается учеными-конституционалистами, Конституция Российской Федерации связывает суверенитет Российской Федерации, ее конституционно-правовой статус и полномочия, а также конституционно-правовой статус и полномочия республик, находящихся в составе Российской Федерации, не с их волеизъявлением в порядке договора, а с волеизъявлением многонационального российского народа, носителя и единственного источника власти в Российской Федерации, который, реализуя принцип равноправия и самоопределения народов, конституировал возрожденную суверенную государственность России как исторически сложившееся государственное единство в ее настоящем федеративном устройстве конституционного, а не договорного типа. Поэтому очевидно, что решение сложного вопроса об установлении границ между субъектами, а равно регламентирование единого для всех субъектов механизма изменения границы требует четкого и непротиворечивого регулирования данных вопросов как региональным, так и федеральным законодательством, поскольку как минимум некоторые вопросы установления границ субъектов Российской Федерации затрагивают вопросы федеративного устройства, вопрос территории Российской Федерации как многонационального государства, юрисдикции различных органов власти, а также вопросы межевания сформированных пограничных земельных участков, которые могут находиться в том числе и в частной собственности.
В связи с этим обращают на себя внимание предпринимавшиеся в разное время попытки внесения законопроектов, в том числе от Законодательного собрания Республики Ингушетия, на рассмотрение в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, не увенчавшиеся успехом по разным причинам, в том числе из-за весомого для бюджетов субъектов Российской Федерации бремени расходов на постановку земельных участков на кадастровый учет и проведение межевых работ. Разработке такого регулирования Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и законодательными органами субъектов Российской Федерации в немалой степени, убежден, будет способствовать рассмотрению Конституционным судом Российской Федерации настоящего дела в условиях активизации субъектами Российской Федерации процесса закрепления своих пространственных границ. Только планомерно решая приоритетную задачу обеспечения территориальной целостности и территориального единства государства на основе конституционных принципов обеспечения гражданского мира и согласия, сохранение исторически сложившегося государственного единства и исходя из ответственности за свою родину перед нынешним и будущими поколениями, возможно переходить к реализации, в том числе главами регионов, важнейших проектов, определенных в указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период 2024 года. Спасибо. Спасибо, уважаемый Михаил Валентинович. Уважаемый Мария Павловна, нет? Все, хорошо. Спасибо. Тогда мы попросим уважаемую Татьяну Александровну Васильеву, если она пожелает выступить. Полномочный представитель Генерального прокурора Российской Федерации в Конституционном суде Юрий Ильич. Уважаемый Высокий суд, уважаемые участники процесса, присутствующие. Закрепление за субъектом Российской Федерации определенной территории, установление ее границ являются необходимым условием для реализации конституционного принципа федерализма, осуществления субъектом Российской Федерации государственной власти и исключения споров о компетенции между сопредельными регионами. Без решения вопроса о границах субъекта Российской Федерации невозможно его полноценное существование как публично-правового территориального образования. Как сегодня уже говорилось, Конституция Российской Федерации в статьях 71, 72 и 73 буквально не указывает, чей предмет ведения составляет установление границ между субъектами Российской Федерации. В данном случае, что уже отметил Михаил Валентинович, следует говорить о комплексном предмете правового регулирования, который состоит из полномочий, относящихся к предмету ведения Российской Федерации и предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Уважаемый Высокий суд, Конституция Российской Федерации содержит только категорию изменения границы между субъектами Российской Федерации, тогда как категория установления границы между субъектами Российской Федерации в тексте Конституции не используется. Нам представляется, что наиболее оптимальной правовой формой установления границ между субъектами, которые являются не государственными, а административными, является заключение договора либо соглашения между сопредельными субъектами Российской Федерации. Подписание рассматриваемого сегодня соглашения было обусловлено неурегулированностью до настоящего времени вопроса принадлежности ряда территорий, возникшего в результате преобразования Чечено-Ингушской республики. Я не буду останавливаться на исторической справке. Сегодня подробно анализировались все документы, которые существовали в переходный период, и констатировалось, что поскольку на федеральном уровне после принятия в 1992 году закона Российской Федерации номер 3198-1 об установлении переходного периода по государственно-территориальному разграничению в Российской Федерации правовой базы по разрешению территориальных вопросов между субъектами создано не было, соответствующие вопросы стали регулироваться, собственно, самими субъектами Российской Федерации. Заключение Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой соглашения об установлении границ между ними согласуется с указанными тенденциями и существующей конституционно-правовой практикой разрешения территориальных вопросов между субъектами Российской Федерации и является исполнением лежащих на данных субъектах Российской Федерации конституционной обязанности по установлению своей границы. Многие субъекты Российской Федерации, опять же не буду их перечислять, заключали подобного рода соглашения и устанавливали межтерриториальные границы. С учетом конституционных принципов федерализма и полномочий высшего должностного лица субъекта, закрепленных в федеральном и региональном законодательстве, осуществляя собственное правовое регулирование вопроса об установлении границ между субъектами, представляется, что глава Республики Ингушетия действовал в рамках полномочий, определенных федеральным законодательством и Конституцией Республики Ингушетия.
Несмотря на то, что и это положение оспаривается оппонентами, высказывается мнение о том, что не правомочен был заключать такое соглашение, мы полагаем, что полномочия главы Республики Ингушетия предполагали подписание такого рода соглашения. Что касается постановления Конституционного суда Республики Ингушетия и заявления председателя Конституционного суда Республики Ингушетия о том, что вопрос не может быть рассмотрен Конституционным судом Российской Федерации. Уважаемый Высокий суд, большинству участников процесса и вам, конечно же, хорошо известно, что Конституционный суд Российской Федерации уже рассматривал запросы органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в которых они просили признать закон субъекта Российской Федерации действующим вопреки принятому решению Конституционного уставного суда субъекта Российской Федерации. И правовые позиции по этому поводу четко сформулированы в постановлении от 2 декабря 2013 года номер 26-П, и об этом сегодня уже говорил Андрей Александрович очень подробно. Сформулировано, согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, компетенции Конституционного уставного суда субъекта Российской Федерации могут быть отнесены только вопросы, не вторгающиеся в компетенцию Конституционного суда Российской Федерации, других федеральных судов и соответствующие компетенции субъекта Российской Федерации. Что же у нас предусматривает законодательство о Конституционном суде Республики Ингушетия? Конституционный закон Республики Ингушетия от 28 декабря 2001 года о Конституционном суде Республики относит к полномочиям Конституционного суда Республики Ингушетия, в частности, решение дела соответствия Конституции Республики Ингушетия, республиканских законов, нормативных актов главы Республики, Народного собрания, правительства Республики, органов местного самоуправления, уставов муниципальных образований и не вступивших в силу договоров Республики Ингушетия. С момента вступления в силу соглашения стало обязательным как для Республики Ингушетия, так и для Чеченской Республики. То есть сфера его действия не ограничивается территорией Республики Ингушетия, и проверка данного соглашения затрагивает не только интересы Республики Ингушетия, но и Чеченской Республики. Уважаемый Высокий суд, проверка закона, в котором утверждается соглашение субъекта Российской Федерации, невозможна без проверки самого соглашения. Проверка же соглашений, договоров между субъектами Российской Федерации, как сегодня уже неоднократно заявлялось, отнесена к исключительной компетенции Конституционного суда Российской Федерации. И в заключение хочу обратить внимание еще на одно обстоятельство. Конституционный суд Республики Ингушетия, признавая в постановлении 30 октября 2018 года номер 19-П несоответствующим Конституции Республики Ингушетия закон номер 42, исходил из того, что его принятие повлечет необходимость изменения границ муниципальных образований Республики Ингушетия, что возможно осуществить только с учетом мнения их жителей. В то же время в названном постановлении суда необоснованно, в силу чего отдельные участки границ муниципальных образований Республики Ингушетия, установленные законодательным актом Республики Ингушетия, одновременно должны являться границей между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. На основании изложенного полагаем, что соглашение об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года номер 42 РЗ приняты в рамках компетенции заинтересованных субъектов Российской Федерации, и их положение не противоречит Конституции Российской Федерации. Спасибо, уважаемая Татьяна Александровна. Уважаемая Мария Аркадьевна, вы будете выступать? Да. Мария Аркадьевна Мельникова, советник министра юстиции Российской Федерации. Прошу вас. Да, уважаемый Высокий суд, разрешите мне просто поддержать позицию представителя Совета Федерации, представителя президента. Для процессуальной экономии я не буду повторять все то же самое, полностью поддерживаю их позицию. Спасибо. Спасибо, уважаемая Мария Аркадьевна. Еще кто-то у нас остался? Юрий Ильич говорит нет. Хорошо. Теперь я хотел бы спросить уважаемых представителей сторон, есть ли у вас какие-либо ходатайства о приобщении документов, помимо тех, которые имеются в вашем распоряжении, которыми вы оперировали в своих выступлениях? Нет у вас? Нет. Уважаемые судьи, есть ли у вас такие предложения? Нет, не вижу. Тогда я хотел бы спросить уважаемых представителей, будете ли вы выступать с заключительными речами? Да. Вы? Хорошо.
Тогда начнем с Александра Александровича, да? Прошу вас. Орлов Александр Александрович, представитель стороны, обратившейся в Конституционный суд с запросом. Уважаемый суд, заявитель настаивает на изложенной ранее позиции и хочет еще раз акцентировать внимание на том, что приглашенные лица, которые высказали позицию отличную от позиции заявителя, они пытались тянуть в стороны обсуждения большого количества деталей и фактических обстоятельств, в том числе по законотворческому процессу. Какие были бюллетени, лингвистические экспертизы, 3 протокола. Непонятно, откуда взялись 3 протокола, потому что в изученных нами материалах никаких 3 протоколов нет и в помине. И я бы хотел сакцентировать внимание о том, что данные аргументы не учитывают особую правовую природу Конституционного суда, уполномоченного разрешать только вопросы права, что вытекает из правовых позиций, содержащихся в определении Конституционного суда 337 от 2006 года, 149 от 2008 года, 717 от 2008 года. И Конституционный суд Российской Федерации не оценивает ни политическую, ни экономическую целесообразность заключения договоров с субъектами Российской Федерации. Какая позиция содержится в постановлении Конституционного суда 17П от 2012 года. И отсюда вытекает вывод, что Конституционный суд воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов и иных органов. В данном случае исследование подобного рода аргументов относится к компетенции судов общей юрисдикции, что прямо предусмотрено частью 3 статьи 3 Федерального закона о Конституционном суде Российской Федерации. Спасибо. Больше все у вас, да? Да, уважаемый. Хорошо, спасибо. Уважаемый адвокат, прошу вас, Гаип Илишевич. Уважаемый председатель Конституционного суда Российской Федерации, уважаемые судьи. В общем-то, в своем последнем слове я собирался говорить о том, вот как-то странно выглядит ситуация, когда суд одного субъекта Российской Федерации может предопределять наличие права или отсутствие прав и обязанностей другого субъекта Российской Федерации. Естественно, мы полагали, думали, и есть соответствующие положения вот Федерального конституционного закона номер 1 ФКЗ о Конституционном суде Российской Федерации, статья 125 Конституции Российской Федерации. Вот об этом я, собственно, и собирался говорить. Но представители государственных органов настолько качественно это изложили, что мне здесь добавить практически нечего. Но со своей стороны еще раз хотел бы обратить внимание, что вот с точки зрения вот соотношения вот этого соглашения, заключенного между двумя публично-правовыми или государственно-правовыми образованиями и закона, который его утверждает, на наш взгляд, это настолько тесно взаимосвязанные и переплетенные 2 правовые категории, которые нельзя разорвать друг от друга. Нет одного без другого и другого без первого. То есть вот закон в данном случае вот Республики Ингушетия об утверждении соглашения не имеет никакой другой цели, никакого другого предмета, кроме как вот утверждение соглашения. Без не правовой и какой-либо иной связи с соглашением этот закон не может существовать. Такова природа этого договора. И вот считаем вот даже положение вот закона Республики Ингушетия о Конституционном суде, в котором предусматривается подобное положение, что они рассматривают соглашения, ну пусть даже не вступившие в силу, противоречащими Конституции Российской Федерации и Федеральному конституционному закону о Конституционном суде, в котором такого рода соглашения должны являться предметом рассмотрения в Конституционном суде Российской Федерации. И мы еще раз убеждаемся в этом. А что касается доводов, которые приводили сегодня дополнительно, нам там добавить нечего. Мы свою позицию высказали и стоим на своей позиции, поддерживаем свои доводы. И еще, мне очень понравились выступления вот представителей общественности, имеется в виду представителей Орстхой, как с той, так и с этой стороны этой границы. И лейтмотивом их выступлений практически всех
уважаемых людей было то, что эта граница – это формальность, эта граница – это потому, что мы живем в Российской Федерации, есть законы, есть Конституция, есть субъекты, и это граница между субъектами Российской Федерации. Но это не граница между народами, чеченским народом и ингушским народом. И тем более эта граница никак не сможет, в общем-то, раздвоить или разробить сообщество арстойцев, которые живут на той и на этой стороне. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Гай Алербешевич. Уважаемые судьи, хотел вас спросить, теперь есть ли необходимость исследовать какие-либо дополнительные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, или новые доказательства? Нет, не вижу. Тогда слушание дела завершено, решение будет приниматься в закрытом совещании, и о дате провозглашения решения будет сообщено дополнительно. Спасибо вам всем, всего доброго. Прошу встать.